Друзья, приветствуем вас на YouTube-канале Gagauzy Media. Это проект «Единомышленники», и здесь мы ведем дискуссии по вопросам, которые важны для обсуждения в обществе. Разочарование общества в представителях власти автономии, нарушение законов самим законодательным органом, отсутствие прозрачности принятия решений, экономические и финансовые кризисы. И, возможно, это неполный перечень характеристики общественно-политической ситуации в Гагаузии сегодня. Вот об ответственности депутатов и перспективах работы законодательного органа автономии мы намерены говорить в сегодняшнем выпуске. В общем, друзья, мы с Еленой Карамид готовы начать дискуссию, и если вы уже с нами, то за это спасибо. И, конечно, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки и порекомендуйте друзьям подписаться на наш канал. Это помогает нам расширять аудиторию единомышленников. Прямо сейчас начинаем. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники. Друзья, сегодня в нашей студии депутат Народного собрания Гагаузии Владимир Кыса. Владимир Кыса, депутат Народного собрания Гагаузии. Высшее юридическое образование получил в Камбратском государственном университете. 4 получал доверие избирателей села Буджак на выборах Народное собрание Гагаузии. В законодательном органе представляет округ номер 15. Депутат Народного собрания Гагаузии 4, 5, 6 и 7 созывов. Председатель НСГ 6 созыва с 2017 по 2022 годы. Автор поправок Кодекса выбора Гагаузии о снижении порога явки по выборам Башканы Гагаузии с 50% до 33%. До избрания на эту должность возглавлял Камбратский отдел учета транспортных средств МРЭО, государственное предприятие «Регистру». В нынешнем 7 созыве является председателем постоянной комиссии по регламенту, назначениям, иммунитету и депутатской этике. Здравствуйте, Владимир Михайлович, добро пожаловать в нашу студию. Здравствуйте, очень приятно, что пригласили. С удовольствием приму участие в вашей передаче. Ну, на самом деле очень интересно, какими такими успехами, может быть, этот 7 созыв может похвастать, и мы хотим об этом в том числе узнать, потому что критичных мнений очень много о Народном собрании Гагаузии, и нельзя сказать, что это несправедливо, потому что кризисы нескончаемы, действительно. А может быть, с этого вопроса и начнем? Да. Да? А почему кризисы постоянная такая константа для нашего Народного собрания Гагаузии? Ну, вы знаете, всегда, как говорят, есть власть, есть люди, которые либо довольны властью, либо недовольны властью. И всегда будет тот, кому это нравится, а кому-то не нравится. Поэтому сегодня сказать, что прямо все депутаты делали плохо, тоже нельзя. Были, конечно, и хорошие моменты. Скажу, что было, конечно, мало инициатив законодательных, которые повлияли сегодня на улучшение жизни людей. Я знаю, что в 6 созыве очень много было законопроектов, которые были внедрены, и они очень хорошо работали. Именно социальные программы, как бы я не могу сейчас все их озвучивать, но можно, если надо, и озвучить их всех. Конечно, сделали мы большую ошибку, что разорвали диалог с рабочей группой. Это межпарламентская рабочая группа, которая была. Это, я считаю, что когда ее разорвали, думал, что это будет где-то на месяц-полтора. Но так получилось, что с 23 года больше эта рабочая группа не работает. И мы сегодня имеем вот этот правовой тупик, который имеем. И я думаю, это как раз тоже отголоски того, что нету именно этой рабочей группы. И не с кем сегодня вести диалог. А без диалога мы не найдем как компромисса вот по этой ситуации. И мы можем выборы назначать сколько угодно, но итог будет тот такой, какой он есть сегодня. А итог, вы видите, судебные инстанции вмешиваются, отменяет постановление Народного собрания, принятые сегодня большинством, и мы остаемся с того, с чего начали. Владимир Михайлович, простите, пожалуйста, вы сейчас обозначили очень много вопросов. Я думаю, что все эти вопросы мы сегодня поднимем и поговорим. Но давайте начнем с того, что ваш мандат завершен, мандат депутатов 7 созыва. Пока выборы не назначены, и вы не имеете сейчас полномочия принимать законы. А чем сейчас занимается Народное собрание Гагаузии? Очень правильно вы сказали. У нас не завершен мандат, он ограниченный. Ограниченный в плане принятия законов. Вы знаете, что было депутатским корпусом 7 созыва внесено изменение в уложение. Была создана комиссия, и я участвовал, кстати, в этой комиссии, был членом этой комиссии.
Начинал с того, что я предложил и был уверен, что это очень хорошее изменение для того, чтобы явку Башкана понизить с 50% до 33%. Мы конкретно об этом говорили, и было мое предложение понизить эту явку. Но когда уже была дискуссия, работала эта комиссия, там как бы были представители и депутатских корпуса, и фракция социалистов была причастна, и представители с университета были. Был задействован большой круг людей, которые могли как-то что-то посоветовать, что-то предложить. Как и должно быть. Да, внести какие-то изменения. Почему? Потому что все-таки уложение – это сегодня документ, это как конституция наша, где к нему надо все равно относиться более... Взвешенно, да, подход подходить к нему, взвешенным да, должен более быть. взвешенно, и для этого и процедура принятия изменений занимает практически год. Мы не можем сегодня быстро внести в него какие-то изменения, потому что есть процедура, что касается первого чтения, вообще на стадии Особая инициативы. процедура какая-то? Совершенно, для да, уложения? да, конечно. Даже на стадии просто инициативы. Есть период, который должен пройти для того, чтобы эта инициатива пошла в комиссии или создается там специальная... А в чем разница, можете сказать, вот даже для регистрации инициативы? Сколько времени нужно для того, чтобы уложение, изменение в уложении Минимум полгода идет первое обсуждение, потом первое чтение, потом идет второе чтение. Там есть процедура по полгода, и в течение года вносится это изменение. И самый главный критерий, там должно быть 24 голоса. Это не 18, да, это идет Непростое большинство. Да, непростое большинство. Здесь конкретно идет 24 голоса. Я вам хочу напомнить, что когда мы изменения первые вносили в уложение, опять же этот созыв, и глава Гагаузии Ирина Федоровна их не подписала. И тогда, получается, заново было внесено опять это изменение, создана заново комиссия, и это все пошло по процедуре заново. О каком изменении речь, которое там, не было подписано? Ну, там было много изменений внесено, я сейчас не могу сказать конкретно можете какое. назвать аргумент, Я не помню почему сейчас. Башкан не подписал? Не промульгировал, он, в принципе, он же как раз мандат проходил, башканский. Может, даже с этим связано. Но был момент на процедуру, именно, что по процедуре мы что-то нарушили по процедуре. Народное собрание что-то нарушило? Да, Народное собрание по процедуре нарушило, и не был промульгирован закон. Но на право вето он не пошло. Это, получается, здесь нету права вето, потому что он и так 24 голоса идет голосование. Народное собрание пошло другим путем. Была новая зарегистрированная инициатива, была создана рабочая группа, которая вносила изменения в уложение. На сегодняшний день это уложение опять же в суде. На сегодняшний день. То есть принятые изменения в уложение, которые прошли процедурно, абсолютно все так, как должно быть, и получило верно. 24 голоса. Дважды, получается? Прошел процедуру полностью. Здесь процедура была соблюдена полностью. Так. Но исполнительный комитет после того, как глава Гагаузии промульгировала этот закон, это получилось уложение, есть оно, промульгация есть, подает в суд. Им не понравилось то, что Башкан должен проживать на территории Гагаузии. Им не понравилось, что если 60 дней не занимает какой-либо пост 60 дней, что мы можем Башкана отстранить. Не понравилось. Если на протяжении 60 дней Башкан не исполняет свои обязанности? Совершенно верно, да. Есть такое изменение. И я скажу, что мы подошли к этому, мы тоже, внося изменения, считаю, что кое-что не доработали. Вот элементарно, да? Вот, объясните, да. Вот говорю, 60 дней. Вот мы указали. 60 дней глава Гагаузии не находит ни свои обязанности. Конкретно теперешний случай, да. когда Башкан уже Но давно мы допускаем ошибку в чем? Мы не указываем, кто подает в суд. Кто подает? Председатель Народного собрания, 18 депутатов подают, любой житель Гагаузии продает. Ну, кто? Не указали? Абсолютно не указано. Если не указано, тогда любой человек Так может обратиться. Ну вот хорошо. А вот вы как считаете, сколько уже глава Гагаузии не исполняет свои обязанности? Ну, с марта месяца. Но никто не подал. года. А вы почему не подали? Ну, я не подал тоже. И никто не подал, вы почему не подали? Вот если говорить, любой может. Я вас спрашиваю, как законодателя, который принимал эту норму, потому что, знает об этой норме. опять же считаю, что я по-другому это смотрю, как юрист. Я считаю, что, коль есть уголовное дело, надо дождаться решения суда, и на основании решения суда, вступившего в законную силу, апелляционное, если выскажется, это идет решение, оно идет исполнению.
И понятие, нет такого понятия, мы не признаем решение, что такого быть не должно. То есть получается, по вашей логике, что в законе написано, если 60 дней, в уложении, да. если 60 дней, то надо выходить с инициативой. Но кто не написано? Хорошо, но Да. теперь получается, что депутаты приняли закон, в котором нет четко прочерченных каких-то норм. Вот. Из-за этого вот этот коллапс с исполняющим обязанности Башкана. То есть давно Совершенно прошли верно. бы выборы. Совершенно Но теперь верно. вы говорите, сидя как юрист и депутат нашей студии, вы говорите, что я вообще думаю, что надо дождаться решения суда. То есть получается, что закон есть, уложение Ну, потому есть. что в законе не прописана процедура сама. Есть Хорошо. обращение, но самой процедуры нету, понимаете? И получается, есть эта норма, да, но процедуры, как это все И теперь- реализовать, ее нету. и теперь Поэтому это это наша стало- ошибка депутатского корпуса. Почему мы не предусмотрели это? Более того, к примеру, почему мы не предусмотрели тогда, что у нас есть вот первый исполняет обязанности, да, первый заместитель. И что, мы сейчас не можем ничего сделать, не можем снять, не можем, что он будет вечно исполнять обязанности? Такого быть не должно. Надо как-то это все... Получается, сколько юристов в Народном собрании Вот, Гагаузии? и получается, мы Очень никогда... часто этот вопрос Сколько юристов? задаем Вы знаете, мы. получилось, что мы, юристы все, да, но мы не предусмотрели, потому что такого никогда никто не подумал, что главу Гагаузии задержат, и что она будет арестована, и будет, да. Но вы почему-то же включали в закон такую Да, статью. ну не думали, что это будет, например, с этим связано. Может, человек просто уехал бы, да, не приехал. Это одно. Да, это вот тогда можно сказать, что нет. Но такой практики тоже никогда не было в Гагаузии. Уехал Башкан и не приехал. Владимир Михайлович, скажите, давайте будем говорить, что могло быть. Но Смотрите, Владимир на Михайлович, сегодняшний день мы имеем эту проблему. И сегодня как депутатский корпус, получается, ограничил сам себя в принятии законов, потому что раньше мы, и вы тоже были депутатами, что созыва, пока не пришли новые депутаты, мы были полностью дееспособны за исключением одного только – не принятия изменений в уложение. Все. Остальное мы все были правомочны исполнять свой мандат до прихода следующих. Понимаете? Владимир Михайлович, и вот та ситуация, которую вы рассказали с судами и так далее, вот та согласительная комиссия, о которой говорили на предпоследнем заседании Народного собрания Гагаузии, она с этим связана? Совершенно с этим верно. решением? Совершенно верно. И Но я это идея скажу, чья согласительная комиссия? на заседании Народного собрания, прошлом заседании Народного собрания, Александр Дюльгер предложил внести на заседание вопрос о том, чтобы внести, согласиться с исполнительным комитетом с иском для того, чтобы нам вернуть полномочия. Потому что в статье 46 конкретно полномочия депутатов Народного собрания. Например, для меня, когда я возмущался, там я говорю, для чего нам полномочия, вы что, собираетесь дальше сидеть, в депутатском, я собираюсь идти на выборы. Сидят же. Ну, мы сегодня, потому что так получилось, я сегодня не виню уже депутатов. Депутаты назначили конкретно дату. Была возможность провести выборы 22 марта, но судебные инстанции сегодня сделали то, что сделали. И мы не можем провести их. Сегодня, вот сейчас мы поговорим, может, дальше, давайте мы по уложению закончим и поговорим про выборы. Но что касается уложения, мы сегодня, возвращая себе полномочия, я не хочу продлевать себе мандат, да, для того, чтобы я хочу, чтобы прошли выборы, чтобы мы нормально провели эту избирательную кампанию и пришли новые люди. Соответственно, депутатский корпус, когда придет новый, начинаются вопросы у исполнительного комитета, потому что мы должны новый исполнительный комитет представить. Но у нас сейчас будет одна другая проблема. Башкан Гагаузии представляет исполнительный комитет, а у нас Башкана Гагаузии нет. Так получается? Но вот это и коллапс. Так, я почему говорю, вот к чему я подвожу сейчас? Тому, что когда мы вносили изменения в уложение, мы должны были это все прописать. Сегодня, может быть, депутаты могли бы кого-то поставить временно исполняющие обязанности извне, со стороны, да, образно. Чтобы он был жителем Гагаузии, либо члена исполкома любого, кто есть на сегодняшний день. Мы должны были это все прописать в законе, не думать, додумывать, как это все делать. Это должно быть прописано в законе. Либо представитель Народного собрания исполняет обязанности, и исполнительный комитет подчиняется временно, потому что в Республике Молдова... Владимир Михайлович, делайте паузу. Нет, в Республике Молдова четко есть, если президента нету, исполняет обязанности председатель парламента. Да. И мы это помним все. Поэтому никто не может сегодня предвидеть, как оно должно было произойти. Но вот эти моменты есть.
Владимир Михайлович, вы говорите о том, что суды приняли такую, вы, как Народное собрание Гагаузии, сделали то, что нужно, а вот суды приостановили проведение выборов, которые были назначены на 22 марта. Вы считаете, что та ситуация, которая сейчас, та ситуация с выборами, в которой находится Гагаузия, в ней виноваты сторонние люди, не Народное собрание Гагаузии? Все виноваты. Не надо говорить, что виноваты только мы. Все виноваты. Скажу почему. В чем Народное собрание Гагаузии виновато вот в этой Народное ситуации? собрание виновато в первую очередь, что когда было принято вот это изменение в избирательный кодекс Республики Молдова, они должны были в тот же день подать в Конституционный суд и узнать, это норма конституционная или нет. Почему это не было Они, сделано? вы имеете в виду кого? Называйте. Потому что, смотрите, Депутатский зрители... корпус. Ну, большинство в Народном собрании, это было еще в 23-м А вы году. не относитесь к этому большинству? Я депутат Народного собрания. Я А сегодня... когда вы говорите «они», о ком вы говорите? Депутаты. Можно все конкретно? депутаты. Любой депутат. Значит, и вы. И я в том числе. Значит, и вы не подали. Ну, конечно, да. Любой человек, любой депутат, который сегодня есть в Народном собрании, мог подать в Конституционный суд. Ну, инициативу в Народное собрание, проголосовать в Народном собрании на заседание, я думаю, никто бы не... И не надо было бояться подавать в Конституционный суд. Ну, Потому вы что... побоялись, вы же юрист. Можно сказать я скажу, зрителям дайте я нашим, вам вот в объясню. чем Я должна только- была заключаться вот это обращение, в чем? Чтобы наши зрители Так поняли. я вам объясняю. Почему нужно было это сделать. Ведь сегодня я считаю, что депутаты парламента тоже нарушили закон наш. Закон об особо правовом статусе. Принимали в парламенте, не в Гагаузии. Его там приняли. И там написано «Центральная избирательная комиссия». И 30 лет у нас работала Центральная избирательная комиссия, выбирали депутатов, выбирали Башкана, и никаких проблем не было. Но я на передаче был, и господин Пастика говорит, когда мы обсуждали, что да, была договоренность, когда это все, вот эти изменения, когда вносили, были люди из Гагаузии, я не входил в эту группу, я не знаю, с кем они договаривались. были члены Центральной избирательной комиссии Не Гагаузии. только, нет, он сказал, там были представители депутатского корпуса, что Да, кто-то, так был такой диалог, и я не знаю, он фамилии не назвал, кто был, но он сказал, была договоренность из 10 вопросов, которые были спорные, 8 разобрали, были 2 решены, остались. а 2 остались, а именно название Центральной избирательной комиссии и финансирование, где наша сторона приняла сторону финансирования, для того, чтобы мы финансировали Центральную избирательную комиссию, а сторона со стороны Кишинева приняла название. Я об этом не знаю, я это услышал со слов Пастики, заместителя. Но мне вот сейчас интересно, кто там был и с кем это договаривались, потому что я как бы в это не входил. Владимир Михайлович. Первое, что мы должны были сделать, мы должны были обратиться в Конституционный суд. Потому что там четко написано. И когда принимали изменения в избирательный кодекс В каком году это надо было делать? В 23-м еще. Вот, Конечно. с 23-го года. Один побоялся, другой испугался, третий не захотел, Совершенно четвертый в верно. президиуме, Не, ну мы другое сделали. пятый 35 депутатов, 30 Мы депутатов. другое сделали. Что? Мы Центральную избирательную комиссию Гагаузии просто сократили и решили, что так будет решен вопрос. Владимир Михайлович, Мы сделали вот так по-другому. Депутатский корпус проголосовал, мы Центральную избирательную комиссию распустили. И То считали, есть и название не нужно. Вы Если же комиссии молодцы. нет, вообще название так, не нужно. Ни давайте одно, будем ни второе. говорить, называть вещи своими именами. Мы же это сделали. депутатский Сделали, корпус. да. И мы что думали? Мы думали, когда придет время выборов, будет временная Центральная избирательная комиссия, мы а быстренько почему вы проведем. так думали, на основании чего так думали депутаты, которые серьезно относятся к юридическому документу? Кодекс о выборах Республики Молдова, принятый парламентом, это юридический документ. И если с 23-го года, у меня вопрос, Владимир Михайлович, если с 23-го года в депутатском корпусе ни со стороны президиума, где сидит прокурор, господин Лейчу, да, ни со стороны Юридической комиссии. юридическая комиссия, которую вы возглавляете. На тот нет- момент я ее не возглавлял. Хорошо. Я даже не работал тогда. Но маленькая- Тогда Михаил Николаевич Железоглу ее возглавлял. Смотрите, вы хотите говорить Нет, я хочу сказать, о что- справедливости. Я Правильно. вам как гражданин сейчас говорю, Вот, да? правильно. То есть есть люди в президиуме, есть ответственность президиума, есть ответственность профильных комиссий юридических, которые должны были это сделать. И если с 23-го года никто не подал не подал голос из Гагаузии, что нам не нравится или мы не согласны с тем, что это ЦИС, а не ЦИК, то сейчас получается, что депутаты виноваты в том, что мы до этого дошли. Как вы несете за это ответственность? Скажите, пожалуйста. Мы несем ответственность, вы видите как, отменяется наше постановление, и Кишинев считает, что он прав, а мы считаем, что мы правы. Потому Ответственности на вас нет. Она тоже не прописана в законе.
как правильно, Я так вижу. как правильно сказать, мы несем ответственность за то, что мы не можем выборы сейчас провести. Депутаты сегодня не могут А я провести хочу, как выборы. гражданин, чтобы эти люди понесли какое-то наказание за то, что они игнорировали свои Сегодня в полномочия законе это и не права. предусмотрено, что мы коллегиальный орган, и сегодня каждый... А как вы считаете, нужно ли это предусмотреть? Вот мы тут говорим о каких-то изменениях в уложении. Возможно, что мы должны к когда-то этому прийти появилось. уже. То чтобы есть была определенное какая-то ответственность. бездействие, Владимир Конечно. Михайлович. Получается, что Санкции должны должны были быть. действовать депутаты, но Согласен. они не предприняли тех шагов, Согласен. которые привели вот к той ситуации, которая есть сегодня в Гагаузии. Я согласен, но на сегодня выйти с этой ситуации мы сегодня можем выйти, Как? но только путем диалога. Если мы сегодня вот просто сейчас опять, вот есть процедура, да, как назначается Центральная избирательная комиссия сегодня наша. Ну, совет он будет или комиссия. Сегодня согласно закону Гагаузии это комиссия, согласно закона о Республике Молдова получается совет. Мы можем найти какой-то компромисс там. К примеру, на основании закона избирательного кодекса Республики Молдова, Центральный избирательный совет Гагаузии и на основании там, может быть и комиссия Гагаузии. Мы должны как-то это все, опять же, согласовать, не просто так написать. Кстати, Александр Григорьевич Тарнавский предлагал на заседании тоже через дробь это написать, ЦИК, ЦИС. Ну, было предложение. Лейчик Георгиевич предлагал, но депутатский корпус к этому пока не пришел. Но, опять же, мы не можем опять Владимир взять... Михайлович, Да. Я хочу одно уточнение, оно очень важно, как Да. мне кажется. Я впервые слышу об этом, что... О чем я слышу впервые? То есть я не впервые слышу о том, что вы уложение приняли, я об этом знаю. Я знаю о том, что Башкан подписала, и эти изменения стали законом, которому надо подчиниться. Все, они Стоп. работают. Меня интересует другой вопрос. Как после того, когда Башкан подписала, и это стало уложением, как после этого тот самый орган подает иск в суд? То есть Башкан подает иск в суд, что это были неправомерные изменения. После того, что она подписала. Да. Объясните мне, пожалуйста. Ну вот этого, и я, честно говоря, сам задаю всегда этим вопросом, задаюсь себе этим вопросом, почему глава Гагаузии тогда не просто не промульгировала его, не вернула назад, для того, чтобы там внести какие-то свои изменения. Ну, она могла вернуть их назад с своими помарками, да, предложила там, вот вы там нарушили такую-то процедуру, да. И депутатский корпус уже определился бы, проголосовать Это заново. другое. И следующий вопрос у меня. Когда приняли, вернее, когда закон стал законом, уложение, то есть когда она подписала его, и когда подала иск в суд, сколько времени прошло? Как подписала, буквально там через месяц уже сразу подали. Через Хорошо, месяц. То Владимир есть Михайлович. получается, извините, пожалуйста, Лена Федоровна, то есть получается, что кто-то помог Башкану проанализировать, что сделала, запрограммировать действия, которые могут быть в Гагаузии в связи с предстоящими выборами, и предложить, не, надо обратно Вы это знаете, вернуть и затянуть нас в какие-то я думаю, что так и юридические было. эти. Я думаю, что как просто после того, как подписано было, этот закон был подписан, и уложение, изменение в уложение, то проанализировали, какие изменения, может даже именно вот это, что связано проживание поняли в опасность, Камрате, связанную с... проживание в Гагаузии, и вот эти все сроки цензоседлости там были, у нас там есть такие изменения, потом... То есть вы эти изменения, о которых вы сейчас говорите, цензоседлости, чтобы Башкан проживала здесь, в Совершенно Гагаузии, верно. а не где-то там в Кишиневе, это вы делали для чего? Объясните еще раз для нас Для и того, нашим чтобы к зрителям. нам не пассажиров, сюда нет было гастробайтеров. Мы это все для того, чтобы не привозили нам сюда хорошо. и ставили людей. Политические гастробайтеры вы конечно. имеете в виду? Вот давайте в последнее время мы анализируем. Да, постоянно кто-то приезжает и начинает учить нас, как мы должны жить. И у нас что, нет своих руководителей? У нас очень много руководителей есть, которые могут сегодня быть башканами, председателем народного собрания, и первым заместителем, и вторым. А что значит ваши, кто к нам можно мне приезжает? еще один вопрос? А вы что, не помните, как пытались нам поставить мэра Аргеева, бывшего первым заместителем исполкома? Так он И- пришел как член команды, точно так же, как Ну, Кузнецов, понятно. который до сегодняшнего дня сидит в кабинетах исполкома и получает зарплату от Кузнецов налогоплательщиков сегодня не Гагаузии. первый заместитель. А Неважно. тут хотели ставить первого заместителя, человека, который приехал бы к нам извне. Я скажу, что надо сказать спасибо Константину, что он тогда, как говорится, поставил вопрос ребром, и не прошло это все. И, надо говорить вместе своими Владимир именами. Михайлович, а можно вот такой вот вопрос меня заинтересовал? Теперь, если исполнительный комитет обратился в суд, действия этого закона не вступили в силу. Нет, оно... Работает закон. Закон работает. работает. Теперь- В целях обеспечения иска судебная инстанция могла его приостановить. Так. Потому что если, вот как подала госканцелярия, Понятно, когда да. в целях обеспечения иска было приостановлено наше постановление, оно не отменено было, но оно было приостановлено. Еще раз, но оно какой статус сразу, закона? оно сразу актуальность потеряло, потому что у нас дата, получается, А в ушла. каком статусе сейчас Да. вот это обращение из Госканцелярии по Нет, не выборам или по госканцелярии. Я уложению? имею в виду по исполнительного уложению. комитета по уложению? На сегодняшний день они нам
Они говорят сегодня, что есть кое-какие изменения, которые мы с нарушением их приняли. Кто они? Ну, исполнительный комитет. Называйте как. Ну, исполнительный комитет подал. Исполнительный комитет Комитет, подал они иск проголосовали, и там нету конкретно. Глава Гагаузии подала в судебную инстанцию, ну, исполнительный за комитет подписью проголосовал. Евгения Гуцул. Ну, конечно. Окей. А исполком голосует для того, чтобы подать в суд, и они подали сегодня в судебную инстанцию. Хорошо. Конкретно есть пункт, что они говорят, что мы нарушили процедуру и предлагают отменить все изменения. Тоже. В том числе. Комиссия, которая сегодня собиралась, я ходил в эту комиссию. Вот мой вопрос продолжаю. Получается, что сейчас этот иск подан. Вы говорите о том, что закон работает, несмотря на то, что этот иск подан. Да. А если будет принято решение, что все-таки судебные инстанции признают действительными и примут сторону исполнительного комитета, сочтут эти поправки справедливыми, что вот вернется и некоторые вещи придется отменять, которые сделаны Все были в рамках этого закона. Не некоторые, все. Вот, я понимаю, но может быть какие-то жизненные решения были уже приняты в этот период Народным собранием Гагаузии и касались именно этих пунктов положения. Здесь речь идет только об уложении. Другой законы здесь не касаются. Здесь, если примет судебная инстанция, примет сторону исполнительного комитета, то как они просто... если выборы сейчас назначают выборы, допустим, в Башкану, Гагаузии, на основании какого уложения оно будет проходить, если вот эти ваши добавления в уложение сейчас находятся на сегодняшний на рассмотрении? день действует уложение, которое внесли изменения. Да. Судебная инстанция еще не высказалась по... Поэтому есть действующий закон сегодня. Может быть, уточню. Рабочая группа, Лена Федоровна имеет в виду, что если сегодня, допустим, есть такая воля в Народном собрании Гагаузии, принимается решение о том, что мы назначаем дату выбора Башкана, потому что, согласно нашего уложения, если 2 месяца не может исполнять Башкан обязанность, допустим, Владимир Михайлович Кыса после нашего проекта «Единомышленники» пошел и подал иск в суд. И говорит, прошло уже больше 2 месяцев, мы хотим все-таки провести выборы, и вот я, как депутат, это инициирую. Вас поддерживают ваши коллеги. Вы принимаете законодательно решение о том, что объявляются выборы Башкана, и пошел процесс. Да? Но мы не можем Лена объявить. Федоровна имеет... Почему не можете? У нас нет Центральной избирательной комиссии. Нет, Оставим, а вы же ничего не можете, вы можете просто до конца Ну, вы доводить задали свой вопрос, я мандат. вам отвечаю. У меня был еще один вопрос, мне кажется, он тоже очень важный. Интересный. Важный, во всяком случае. Вот я хочу Владимир рассказать по уложению. Вы Есть же- рабочая группа, которая сегодня собиралась, а туда входили члены исполкома и Народное собрание. Согласительная комиссия, вы имеете в виду? Да, согласительная комиссия. И приняли решение, чтобы согласиться с тем, чтобы все изменения, которые вносило Народное собрание, как согласиться, Аннулировать. Да, аннулировать их. И вы работали зря, получается. Как раз хочу сказать, что мы работали зря, но я не думаю, Владимир что Михайлович, депутатский корпус... это уже шапито. Совершенно Нонсенс верно. какой-то. И самое главное другое, ведь мы голосовали 24 человека за изменения, а сегодня это получается постановление, придет, к примеру, я как говорю, согласно закону, это получается так, если постановление мы принимаем, пришло 17 человек, это кворум, проголосовало половина плюс 1, это получается принято постановление. Я тоже считаю, что это неправильно. Я знаю, что у вас есть ответы на все вопросы, и это нас, безусловно, радует, потому что хорошо, когда депутат с легкостью принимает решение прийти к журналистам на передачу и имеет что сказать. Но теперь пауза. Дайте мне, пожалуйста, возможность высказать вам 2 вопроса. Первый вопрос. Он исходит из вот чего. Конечно, ту логику, которую вы сейчас выстраиваете здесь и как депутат, и как юрист, я ее понимаю, но люди, которые не так пристально, может быть, следят или не так хорошо знают и законодательство нашей автономии, возможно, им очень сложно понять несколько вещей, и я хочу попросить вас уточнить. Все то, о чем вы говорили до сих пор, у меня возник один вопрос. Мы вот это сделали неправильно, вот это мы сделали неправильно. Скажите, пожалуйста, уложение, когда вы готовили эти изменения, голосовали 24 голосами. Целый год, вы говорите, на это было отведено для того, чтобы хорошо подготовить, потому что это все-таки наша конституция Гагаузии. Да? Вот для того, чтобы этот процесс был и предусматривал абсолютно все то, что могло быть предусмотрено, потому что вы говорите, вот если вдруг нет президента, в законодательстве Республики Молдова понятно, что делать вдруг, если нет президента, а мы это не предусмотрели. Я хочу задать вам вопрос. Никто же, наверное, не лишал права Народное собрание Гагаузии приглашать в эти комиссии каких-то экспертов и из Кишинева, а не только здесь, у себя в Гагаузии, приглашать международных экспертов, просить какие-то международные организации помочь составить правильно эти изменения в уложении для того, чтобы предусмотреть какие-то вещи, которые сейчас соразмерны этому времени.
Это почему? Это было сделано или нет? Это первый вопрос. На тот момент я не знаю, почему руководство Народного собрания никого не привлекали для вот этих, для того, чтобы нам помогли. Я скажу, что это был качественный документ. Скажу, что и вы тоже были депутатом и работали в рабочей группе, и вы помните, как CMI очень подключалась, и я всегда говорю им спасибо, потому что мне всегда казалось, что они нашу сторону больше берут. И всегда старались нам помочь, и всегда им говорю спасибо за то, что они юридически помогали. И юридически, и всегда, организационно. Да, и всегда организационно, всегда помогали, и мне вообще, говорю, всегда казалось, что они больше на нашей стороне, потому что, наверное, нас меньше, и они, наверное, больше нас, больше поддерживали. И скажу, что очень много было договоренностей, которые мы согласовывали, и вы помните это. Но ответ на мой вопрос. Юридически сегодня Народное собрание достаточно хорошо укомплектовано, как нам кажется, потому что в биографии многих можно почитать, что почти у всех, может быть не почти у всех, но добрая доля депутатов имеет юридическое образование, по профилю они юристы. Это первое. Второе. Есть юридический отдел. Сколько человек работает в юридическом отделе? И почему юридический отдел в том числе не несет ответственность за то, что какие-то моменты упускаются, и за это страдает бюджет, страдает население автономии. И никто не несет ответственности. Абсолютно. То есть, если сегодня человек не уплатит какой-то налог, он обязательно за это несет какую-то ответственность. Депутаты Народного собрания Гагаузии никакой ответственности и ни за что не несут. Мы должны, наверное, прийти к этому и будем надеяться, что, наверное, может, следующее Народное собрание уже извлечет эти ошибки. Что касается юридического отдела, я, конечно, с вами согласен, что санкционировать за это нужно. Они находятся на работе, они сегодня получают зарплату. И должны сегодня... Есть депутат, который не постоянно находится на работе, полностью участвует в работе Народного собрания, посещает комиссии, но юридическое управление, я с вами здесь согласен, должно это все было более детально рассматривать, предлагать эти варианты и разрабатывать, и помогать вот эти все вопросы решать. Конечно, вот здесь я с вами полностью согласен, что санкционировать надо за эти вещи. У меня возникает вот такой вот вопрос. Я заговорила о выборах Башкана, вы сказали о том, что и это провести не сможем, нет ЦИК. Владимир Михайлович, скажите, пожалуйста, вот давайте сегодня дадим ответ все-таки на очень важный вопрос. Почему постоянно действующий ЦИК Гагаузии все-таки был ликвидирован? Было очень много версий, но вот ваша версия. Почему? Мы все понимаем, что версия сэкономить, она была просто представлена, озвучена просто для того, чтобы люди ее, простите, я в кавычки возьму это слово, съели. Но на самом деле, почему была ликвидирована ЦИК Гагаузии? Мое мнение, я согласен, что тогда не подали в Конституционный суд, а решили, давайте мы просто ликвидируем. Это было для того, чтобы не подчинилась Центральной избирательной комиссии Кишинева, потому что, согласно закону, понимали, что она начнет подчиняться туда, и кое-кто, может, испугался, что будут какие-то непонятные движения. И я считаю, что сделали неправильно. Давайте серьезнее. Я серьезно и говорю. Серьезнее поищем ответ на вопрос, я серьезно говорю, ликвидировали что на сегодняшний день я знаю, насколько я тоже общался с депутатами, для того, чтобы не было влияния с Кишинева, расформировали ЦИК, чтобы потом, когда будут выборы, сделать временный ЦИК. Все. Временный. Вот и все. А какое влияние было из Кишинева на этот ЦИК, который был невременный? Да никакого не было. А зачем тогда расформировать то, на что нет влияния? Тогда так большинство решило. Это был 23-й год. Я тогда не работал в большинстве. Буквально на днях... То есть вы сейчас в большинстве, а тогда не были? Я сейчас в президиуме. Тогда я не был членом президиума. Я тогда был просто депутат. Мы запутаемся среди трех сосен, говоря о разных вопросах в Народном собрании Гагаузии. В 23-м году я не работал. Я понимаю, вы не были еще председателем комиссии, поэтому не входили в состав президиума. Я не был даже в составе Владимир Михайлович, почему я вам задаю этот вопрос? Буквально на днях Ната Чеботарь написала о том, что еще до проведения выборов в Башкану в 2023 году, вы читали, но я для наших зрителей, может кто-то и не читал, что еще в 2023 году, до проведения выборов Башкана Гагаузии, и Центральная избирательная комиссия обращалась в Центральную избирательную комиссию Гагаузии и говорила о том, что есть ошибки, есть нарушение закона. И также правоохранительные органы отправляли не одно письмо в Центральную избирательную комиссию Гагаузии и говорили, у вас идет подкуп голосов. Центральная избирательная комиссия Гагаузии на все эти моменты просто закрыла глаза. И выстраивается такая цепочка, что, возможно,
стали бы возникать вопросы к Центральной избирательной комиссии Гагаузии, и это могло относительно вот этих нарушений, и это могло бы привести к тому, что стали бы разбираться, и выборы Башкана Евгений Гуцул могли быть признаны недействительными, потому что о подкупе знают практически все в Гагаузии. Не исключаю, может быть. Не считаете ли, как вы смотрите на то, могло ли иметь место, вот могла ли иметь место эта версия? Версия как бы имеет право на жизнь, знаете, как говорят. Но если ее предлагает председатель Народного собрания Гагаузии? Ну вы помните, когда были выборы в Народное собрание? А вы не услышали, Лена Федоровна, это очень важно, простите. Но вот эту идею кто продвигал, кто предлагал? Ее предлагал председатель Народного собрания Гагаузии, сейчас экс-председатель. Да. Он ее не просто предлагал, он ее продвигал, а то большинство. Совершенно верно. А я еще хотела бы уточнить, а когда Константинов предложил ликвидировать? После того, что он уже съездил в Израиль? Вот это я вам точно не могу сказать. Давайте мы отмотаем сейчас я не могу, я не вспомню сейчас. Давайте мы вспомним, когда вы ликвидировали. Он в декабре предложил, или когда это было, по-моему? Ну, в Израиль они ездили сразу после башканских выборов. Значит, летом 23-го года. Значит, сделка была как-то значит, так получается. Я точно не помню, если промотать назад, так получается по цепочке, если выставить башканские выборы были в мае, если это было в декабре, соответственно, после. Значит, получается, что визит вот этих ходоков, 3 в Израиль, он определил, что произойдет с ГРТ, мы понимаем, там была епархия Михаила Влаха, потому что он тогда был председателем наблюдательного совета, а потом он ушел. То есть Мавр сделал свое дело, Мавр может и уйти. Он сдал ГРТ Шору, и Шор сегодня использует 10 миллионов леев бюджета налогоплательщиков для того, чтобы свои идеи там проговаривать, скажем, да? Наверное, господин Константинов, предположим, давайте, да, господин Константинов обещал, что я с ЦИКом что-то сделаю такое, что все эти следы выборов этих будут прикрыты. Все, может быть, вы знаете, я на встрече этой не был, я не могу говорить, смотрите, о чем был разговор. Мы же хотим тут просто, вот, есть мнение человека, журналиста, которая проанализировала все факты, и свела их к такой мысли, о которой сказала только что Елена Федоровна. Теперь я добавляю к этому, что это возможно. Почему? Потому что это было после визита в Израиль. И у меня вопрос теперь к вам, к депутатам. Вот когда вы голосовали за ликвидацию этого ЦИК, кстати? Да. А можно узнать ваш мотив, почему вы проголосовали за? Я проголосовал тогда, как проанализировал, я не думал, что будут какие-то последствия. В принципе, и был разговор о том, чтобы будет потом, когда будут выборы, сформируется. Не, это несерьезно, Владимир. Вот такой был разговор. Серьезно. Смотрите, Константинов сказал, надо экономить бюджетные средства. Казалось бы, все люди, я поддерживаю такую идею как гражданин, когда я слышу, что в Народном собрании хотят экономить бюджетные средства. Но вы-то депутат, вы голосуете, вы отвечаете перед народом и перед нами. Вы, когда проголосовали за ликвидацию, сколько денег сэкономило, вы знаете? Ну, там чуть больше миллиона, по-моему, год там. 2 миллиона сколько. А эти люди, когда их восстановили на работе, они не запросили оплату? Они все вернулись на свою работу. Что это означает? Все вернулись на свою работу? Те, кто получали заработную плату, вернулись назад, как один представитель Народного собрания. А там у них работали только бухгалтер, там кто... это тоже людей. Деньги. Подожди, копейка рубль бережет. Вы тут про миллион людей. Сказали? Согласен. Там не было таких денег. И мало сэкономили, но мало и бы потратили на их работу. Могу сказать, что это была ошибка, что мы ликвидировали. Это большая ошибка была. Мы сами своими руками... Это ошибка была очень большая. Мы своими руками свои полномочия отдали. Вот и все. Я считаю, что это была большая ошибка. Владимир Михайлович, у меня возник вопрос. Да. Вот когда вы тут сидите за вот эти полчаса, сколько мы тут общаемся, уже 3-4 сказали, это была наша ошибка, уложение сделали, ошибка это сделали. Нет, уложение мы приняли, я сказал, мы не досмотрели какие нюансы. Договорю вопрос. Когда вы говорите ошибка, это на самом деле у меня вызывает уважение по отношению к тем людям, которые признают свои ошибки. Действительно, я сейчас абсолютно искренне говорю. Но у меня возникает и второй вопрос. А за что тогда... Как мы, как граждане, как жители автономии, должны понимать необходимость этого Народного собрания Гагаузии для жизни и развития автономии, когда на ошибках строится жизнь, нет никаких санкций для депутатов, эти сотрудники, ответственные сотрудники, юристы, юридический отдел на одном заседании говорят по одному вопросу, так докладывают, по второму вопросу по-другому.
обосновывают, почему надо, не надо. Что это такое? Зачем нам народное собрание финансировать? Сколько обходится, скажите, пожалуйста, каков бюджет народного собрания? Я скажу вам, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Понятно? Но мы сегодня признаем, но мы не говорим, что мы везде только ошибаемся. Есть и полезные вещи, которые делаются в Народном собрании. Перечисляйте. И то, что... я сейчас не буду перечислять. А мы хотим, это важно, мы же итоги подводим, это важно. Если бы я был бы председателем, я не веду сегодня в Народном собрании. Больше, чем знает Я не веду сегодня в Народном собрании, не подписываю ни один документ, я подписываю только, что касается моей комиссии. Но вы же знаете, что хорошего сделало это Народное собрание. Я могу сказать, вот когда я был председателем, могу вам рассказать много, я все помню. Владимир Михайлович, вот это я люблю, знаете, говорить за себя. Вот за кого-то другого пусть говорят люди, что они сделали. Я всегда говорю, вот каждый человек должен говорить за себя, какой он хороший. А какие они там плохие. То есть вы считаете сейчас, что за тот период, где вы были руководителем, вы можете сказать Конечно, сегодня, потому что я отвечал за это. Но за тот период, где вы были членом президиума, как минимум последние 2 года, но не были руководителем, вы не имеете сказать, что хорошего сделало. Что касается своей комиссии, я могу рассказать все, что вот вы любой вопрос можете задать. Я все, что отвечаю за свою комиссию. Тут же пожалуйста. задаю по юридической комиссии. Какую законодательную инициативу, либо какой вопрос решила ваша юридическая комиссия, которую почувствовали бы на себе жители автономии? Что да, вот это сыграло... Вы знаете, вот получилось, что мы работали очень много, вот именно что касалось уложения, да, что касалось избирательного кодекса. Но помните вы прекрасно, что мы сталкивались с тем, что прописывали наших жителей. И в последний Вы говорите о выборном процессе? Да, я избирательно, вы мне про нашу комиссию, я вам рассказываю, Нет, что это были изменения, которые мы непосредственно продвигала комиссия. И я скажу, что вот эта электронная коррупция, о которой сегодня говорят, она не вчера вышла. А когда? И не позавчера. Она несколько лет назад уже, как говорится, циркулировалась, но никто этого не замечал. Более того, корни? Да, но никто этого не замечал. Более того, я лично обращался к прокурору Гагаузии с вопросом, говорю, уважаемый, придите... Кто был прокурором, когда вы Господин Кыльчик был. Я сказал, придите, посмотрите, что творится в селе Буджак. Порядка 600 человек прописывают. Вы знаете, что он мне ответил? Он говорит, идите в паспортное слово, разбирайтесь там. Это мне отвечает прокурор. А вы хотите сказать, что 600 человек прописали просто так, бесплатно? И потом после выборов всех выписали? Я никогда этому не поверю. Понимаете? И сегодня и вы сделали что? Вы сделали, что вы приняли юридически, что поставили мы сегодня, конечно, согласно закону, уже есть ценз оседлости, чтобы последний момент невозможно было прописать. Ведь у нас этой лазейкой пользовались даже в одном населенном пункте. Вот, к примеру, возьмем Капчак или Кангаз, да? Так. Умудрялись даже, или Камрад, вот где Чедерлунга, умудрялись в первом туре голосовать в одном округе, а во втором туре перепрописывались в другой округ. Ага, то есть вы считаете, и что вы положили заслон этому? Ну, конечно. Сейчас этого уже не может быть. Да. На сегодняшний день это приостановлено. Понимаете, мы должны сегодня... опять же, любая проблема исходит из того, когда ты ее видишь. Но власть на это не обращала внимания. Я говорю сейчас про республиканскую власть. Вы говорите про коррупцию, которая... Совершенно верно. Которая была в наглую внедрена. В наглую и не скрыто. Это было не скрыто, вы понимаете? Это было открыто. Человек приходит на избирательный участок и не знает, куда идти. Мало того, он не голосует за своего депутата, который будет у него, который будет ему помогать, он голосует не знает даже за кого, потому что ему 1000 лей дали. Ну, давайте просто сейчас. Вы говорите о том, что жители Истамая, я помню эту историю, да, жители Истамая прописывали... С Камрата 2-го округа, с Киршева были даже с молдавских сел. И прописывались в Буджаке. Конечно, для того, чтобы быть на выборах. Хорошо, теперь получается, что в законодательстве автономии есть заслон этому, и это больше невозможно, правильно? Ну, на сегодняшний день пока да, оно все действует. Если уложение не отменится. Это в избирательном кодексе. А, это в избирательном кодексе. Хорошо. Но мы не мешаем Владимиру Михайловичу сказать, что еще хорошего сделала полезного комиссия и депутаты Народного собрания для автономии, для конкретных граждан. Сегодня я не могу сейчас вот прямо все вспомнить, что мы конкретно. Наша комиссия всегда работала. И что касается всех заключений, всегда были вовремя поданы все. Что касалось юридических вопросов, мы всегда оперативно реагировали. Ясно. Конечно, если говорю, что сказать, есть ошибки, связанные с тем, что юридическое управление должно более эффективно работать. Есть проблема там. Законодательно надо предусмотреть вот эти. Мы говорим сейчас, что, а если есть, может быть, такие требования к людям, которые недостаточно качественно выполняют свою работу? Так вот, от руководства это все зависит. И я хочу сказать, что мы должны, наверное,
законодательно прописать, что если не исполняешь надлежащим образом свои функциональные обязанности, чтобы можно было освободить от занимаемой должности и не думать, что человек потом пойдет в судебную инстанцию и будет отстаивать свои... Что, мы сегодня понимаем, что это сегодня все, каждый человек может потом как бы опротестовывать все это дело, но мы должны все равно прийти к тому, что мы должны работать. Вы знаете, есть такое слово на гагузском, конечно, вы знаете, гагуща, йорулдук. Да. Білесіңіз ме? Бана үләгелеяне инсанне йорулдула бу халк топлышындан. Йорулдула ондан они аннамыз не апела, ничем барыла, ничем дүйшела, güreşела, не истела гитермен бұғыз. Екатерина, инсан арасында білесіңіз, наш чекеттіләшін сұрат сөйлеме. Она сөйлейлер, әне халық топлышыны айырыз, онна да kendile kazansın diyene, oldulanca bir instrument başkalarının elinde. Te ayırınız beni, ben olacağım orada ama sonra ne olacak, ne fayda ben getireceğim, o halk topluluğuna ne fayda ben getireceğim, autonomiya, bu işler kalır arkada. Oldu, halk topluluğu oldu değil, onun için hani autonomiyanın haklarını yüze çıkarma. Ama onun için diyene kimse kazansın, kim oraya girdi. Біля бакайшан сурат инсан халк топлышына. А ben дөнжем, я вернусь к самому, первому вопросу, с которого я начинала. Мы говорили с вами о том, а вот сейчас вообще, на данный момент, чем занимается Народное собрание Гагаузии. Вы упомянули ток-шоу Freedom Life, ведущей, которой является Екатерина Федоровна. И Сергей Арнаут. И Сергей Арнаут, да. И вот на этой встрече Павел Постика, вице-председатель ЦИК Молдовы, сказал, что если исходить из доброго умысла, я надеюсь, что депутаты Народного собрания Гагаузии до 9 февраля проведут проверку соответствия должности и сформируют состав Центрального избирательного совета Гагаузии. Если они это сделают, он пишет, то выборы могут быть назначены и проведены. Что в этом направлении делает Народное собрание Гагаузии, в котором, хочу сказать, что часть депутатов, 13, 15, я не знаю сколько на сегодняшний день, продолжает получать заработную плату, получают и другие привилегии, которые имеют депутаты Народного собрания Гагаузии. Очень хороший вопрос. Хочу сказать, что 9 февраля заканчивается мандат Центральной избирательной комиссии, которую мы еще наш созыв еще назад избирал, его еще 6-й созыв избирал эту комиссию. И хочу сказать, что на сегодняшний день и его председателя Николая Морманже направлено и в судебную инстанцию, и в исполнительный комитет, Народное собрание. Вы знаете, что Центральная избирательная комиссия или совет, как он будет называться, это еще мы будем определяться, как решать, наверное, путем переговоров. Он представляет 3 человека от судебной инстанции, 3 человека от исполнительного комитета, 3 человека от Народного собрания. Соответственно, поданы все эти заявления, направил он в каждый орган письмо, но я буквально сегодня заходил в управление делами, интересовался, получили ли мы какой-либо ответ, есть ли какие-либо кандидатуры, потому что наша комиссия будет их рассматривать перед тем, как сформировать Центральную избирательную комиссию или Центральный избирательный совет, как он будет, мы уже будем решать. На сегодняшний день нет ни одного человека. Ни Народное собрание никто не подал. Нет ни одного человека, потому что пока еще не подали кандидатуры? Это в принципе как подали. Центральная избирательная комиссия формируется, судебная инстанция, они предлагают их, они делают свой... у них сейчас 1 человек должен быть представлен. 3. У нас вернули. У нас получается, что на сегодняшний день 3. Хорошо. Тебя не йорулдук. Да, ничего, дай расскажу. Да, пожалуйста. И получается, что направили, и мы технически можем, если оперативно нам дадут этих людей, технически они могут подать, да, я вам могу сказать, что я оперативно сделаем комиссию, это я могу точно. Единственное, что самое главное, мы не должны сегодня подавать лишь бы этих людей, для того, чтобы их просто опять опротестовали. Владимир Михайлович, просто скажите, до 9 февраля это невозможно. Нереально. Так с этого сказали бы. Я говорю, что технически это возможно, но я думаю, что этого не будет. А теперь смотрите, Лена Федоровна, когда говорила о мысли Постика, она сказала, что господин Постика сказал, если исходить из доброго помысла и умысла, то тогда Народное собрание, которое тоже, если бы было бы добрым умыслом пронизано,
то тогда они сказали бы: слушайте, мы тут отвечаем за бюджетные, за такие дела, нам нужно как можно быстрее сделать вот это, поэтому собираемся оперативно, ночью работаем, находим этих кандидатов до 9 февраля, делаем это и проводим выборы. Есть такой добрый умысел? Я сегодня не нахожусь исполняющей обязанности Башкана либо председателя Народного собрания. Могу сказать одно, что как только в комиссию поступят эти кандидатуры, я оперативно буду их рассматривать, соберу оперативно комиссию и думаю сразу же, у нас завтра будет заседание президиума, как бы будет, я думаю, на той неделе заседание Народного собрания. И возможно, складывается такое впечатление, что не то, что всем все равно, я не могу так сказать, потому что я знаю многих депутатов, знаю лично. Не всем все равно. Да, поэтому и не говорю, что всем все равно. Некоторым все равно, но я знаю несколько депутатов, и вы, кстати, в их числе, которые могли бы эту инициативу взять, продвигать, и тогда мне кажется, что люди понимали бы, что вот в этом составе из 33 депутатов есть те, которые все-таки болеют, радеют и что-то предлагают. Пока какая-то аморфность есть. Я думаю, если до понедельника не будет никаких реакций, я, наверное, как председатель комиссии, наверное, сам начну уже выходить. Вы можете это прямо сегодня сделать? Ну, не надо, знаете, в понедельник будет поздно. Ничего, я думаю, что надо уже выходить на диалог с кем-то, потому что уже буду выходить, наверное, как председатель комиссии, но нужно. Но вы же это могли сделать и можете делать. Я не могу сегодня делать, у нас есть сегодня руководитель. Он сегодня, я так понял, связался и уже с Центральной избирательной комиссией, поэтому надеемся, что сейчас нам ответят, мы создадим какую-то там согласительную комиссию, где мы можем этот вопрос решить. Последняя мысль перед тем, как уйти на нашу рубрику «Люди говорят», что получается, что люди-то ведь избирая, мы же все понимаем, что туда идут люди, которые будут оберегать законность жизни в этой Гагаузии, и Народное собрание само нарушает те законы, которые принимает. Или само недостаточно компетентно и ответственно подходит к моменту обсуждения этих законов, принятия решений. Ну и потом оттуда рождается вот этот коллапс юридический, который сейчас... То есть люди из бюджета, из денег налогоплательщиков финансируются огромные миллионы, уходят на то, чтобы содержать, а в конце, как говорила Ирина Влах, пшик. Давайте перейдем на рубрику и ответим на вопросы людей. Они короткие, и мы попросим у вас коротких ответов. Давайте. Люди говорят, что... Люди говорят, что такая Гагаузия, в которой одна неразбериха, им не нужна. Я с ними не согласен. Я хочу сказать, что очень хороший закон был принят в 1994 году. Гагаузия нам нужна. Это наша Гагаузия, и мы должны ее всецело защищать. Но разобраться с неразберихой. Обязательно. Так людям неразбериха и не нравится. Не то, что им Гагаузия не нравится, им неразбериха не нравится. Ну, я думаю, что уже надо поставить точку на вот этих всех, обвинять всех и выбрать уже Башкана Гагаузии, выбрать депутатский корпус и посмотреть уже, что из этого получится. Люди говорят, что заседания НСГ превращаются в балаган. Интересно, почему? Ну, я не знаю, это, наверное, связано с тем, что большее количество депутатов хотят, особенно мы замечаем, что это когда уже мандат заканчивается и ближе к выборам, каждый хочет себя показать, что он работает, и иногда его эмоции переходят в другую. И вы помните, в 6-м созыве то же самое было в конце нашего мандата. Помните, что вытворял и действующий сегодня и исполняющий обязанности главы Гагаузии, и про Яланджику, и про жить в Кишиневе, в Камрате с Кишиневой. Ну, будем говорить, что вы все это помните. И чем это все заканчивалось, и как надо сокращать исполком, и все, что он говорил, вы помните. А чем закончилось? А тем, что он сегодня сам этого не делает. Ну, конечно, мы помним эти И глава слова, Гагаузии, которая сегодня была, она спокойненько жила в Кишиневе эти 2 года. В Камрате она не жила. Но никто не видел ее в Этулии, проживающую как Башкана. Мне кажется, что первым, кто должен был возразить против всего этого, должен был быть, опять же, Илья Узун. Потому что именно эти требования он неоднократно выдвигал, что надо сократить количество людей в исполнительном комитете, Башкан должен жить в Гагаузии, но при Евгении Гуцул почему-то Илья Узун ни разу не задал ни один из этих вопросов, а сокращение в исполнительном комитете мы тоже не видели. Нет, ну просто есть такая формула, помним, да, здесь помню, а там не помню. Да. Ясно. Люди говорят, что само Народное собрание Гагаузии не сократит число депутатов, значит, нужен референдум по этому поводу.
Вы знаете, я думаю, что уже назрел вопрос сокращения, потому что мы видим, что, ну, опять же, как назрел правильно... для референдума или назрел для Нет, того, чтобы... я думаю, что следующий созыв Народного собрания сам его... А если не будет, то, я думаю, будет референдум, потому что уже... Оно к этому идет. Я думаю, сама система одномандатная может уже поменяться. Следующий состав, это то есть выбрать еще 35, чтобы потом они поговорили о том, что надо оставить 15. Мы в любом случае, мы уже в любом случае не можем. Я поддерживаю того человека, кто говорит о том, что нужен референдум. Нет, в любом случае мы должны уже провести согласно этого закона, который сегодня действующий. Вот, а видите, вот потом можем об этом говорить, если говорить честно, как люди Oradan говорят. дела гагозла, я ищик, я да падишах. Но закон есть закон. Мы законы не обсуждаем, мы их исполняем. Вы закон еще придумываете, не просто исполняете. Да, кто-то придумает. По поводу исполнить, кто-то кстати, предлагает поговорим. изменения. Поговорим. Принимаете законы, но потом сами же их Да. еще и не выполняете. Есть такое. Не вар-увар. Люди говорят, что Гагаузию в изоляцию загнало Народное собрание Гагаузии. Нет, я вот с людьми не соглашусь. Я хочу сказать, что в изоляцию загнала нас именно ситуация после выборов главы Гагаузии. И я это даже не постесняюсь сказать. А кто в эту ситуацию ввел автономию? Ну, люди проголосовали. Как проголосовали, так проголосовали. Сегодня судебные инстанции признали главу Гагаузии. Но после того, как у нас появился новый глава Гагаузии, у нас появилась изоляция. Я потому что, работая председателем Народного собрания, я помню, как нас посещали и посольства, отсюда не выезжали, и кто бы как ни критиковал Ирину Федоровну, когда она была главой Гагаузии. Да, у нее были контры с президентом, с Майя Санду были, но нас посещали послы, у нас шли инвестиции. К нам сегодня Гагаузия бурлила, работала. На сегодняшний день мы видим, что мы потеряли очень много инвестиций. Нам обещали 500 миллионов, заводы, пароходы, там, аэропорты, метро не обещали, но говорю, и хочу, вот, пользуясь случаем, обратиться к жителям Гагаузии, что когда будут выборы, если вам начнут обещать аэропорт, электростанции там, или метро, просто им не верьте. Это просто будут слова. Но люди, наверное, говорят о том, что да, понятно, Башкана избрали, но если бы Народное собрание Гагаузии придерживалось несколько иного взгляда на происходящее, возможно, Гагаузия была бы совсем другой ситуацией. Не исключаю это. Но сегодня есть то, что есть. Ситуация поменялась именно после 23 года. Люди говорят, что коррупцию порождает власть. Ну, раз говорят, значит, так оно и есть. А вы что думаете? Нет, я думаю, что люди многие сами провоцируют коррупцию. Знаете, как оно происходит. Потому что бывает такое, что человек сам идет решать свой вопрос, не пытается его решить законным путем, а пытается найти там более легкий способ. Вот и все. Люди говорят, что 30 лет спустя Гагаузия стала слабее, чем была. Ну, в начале, когда ее образовывали. Ну, если мы посмотрим полномочия Гагаузии 30 лет назад и полномочия Гагаузии сегодня, конечно, слабее. У нас практически не осталось полномочий. И в этом, конечно, мы виноваты. А что, кадрово Гагаузия стала сильнее? Оставим Нет. полномочия? И я про все, и кадрово Экономически, политически. полностью. Все, что было 30 лет назад, конечно, мы стали слабее. А если говорить о языке? Да, вы знаете, язык это большая проблема, что мы сегодня забываем про наш язык, ведь это наша Гагаузия. И я очень, честно говоря, разочарован тем, что у нас заседания Народного собрания даже не ведутся на гагаузском языке. Я думаю, что мы все-таки должны практиковать. Тем более, что мы говорим, мы знаем. Мы даже закон приняли, и вы за него голосовали, и вы подписали этот закон. Да, лично я скажу, что мы еще в нашем созыве где-то говорили больше на гагаузском языке. В этом созыве я практически не слышу гагаузский язык, так 2-3 депутата А говорят. вы говорите сами на гагаузском Конечно, говорю. языке? Если лаедером, Заседание ладакимси ачам варкимен лаетмя, гагаузин да без лаедера с без гагаузин. лаедерок Лена Федоровна, Сизина Михаил варджа Николаевич. лаетмя, но сиздиль депутатом. Владимир Михайлович, но в ответе на мой вопрос получилась вот такая вот параллель. С одной стороны, вы начали с полномочий, но когда мы стали разбираться с экономикой, политикой и с языком, то получилось, что дела обстоят еще хуже. Да, у нас есть проблемы Нам с в этим. первую очередь нужно заглянуть вот здесь, вот внутри, что мы делаем. Тогда и все полномочия можно отстаивать, тогда вот наверное, Вы знаете, фокус надо сместить нам. На нас смотрят даже какие-то партнеры и говорят, у вас гагаузская автономия, но вы с нами говорите на русском языке.
как бы элементарно, да, ну хотя у нас все дело производство на русском языке идет. Да, мы к этому привыкли, потому что мы все заканчивали школу с русским языком. И я, например, сегодня мне дайте даже документ, который будет на гагаузском языке, я не пойму его сразу, потому что я буду мыслить на русском языке. А мы должны потихонечку внедрять гагаузский язык. А почему 30 лет это не потихонечку? Так, ну, вот это уже это наша ошибка всех. Мы должны, вот этот закон, когда по сохранению гагаузского языка, его, если будем внедрять и он будет работать, я думаю, потихоньку наши дети снизу начнут, это надо именно начинать с садиков, снизу. А надо начинать, мне кажется, сверху, Владимир Михайлович. Может поменять уже не снизу, а начнем сверху. Подождите, что значит начать? В законе 2018 года? Хотел сказать, надо исполнять закон. Надо исполнять закон? Надо исполнять закон, вот и все. Ну, исполнять закон в первую очередь надо начинать с верхов. Я скажу, что было бы приятно, если бы мы потихонечку хотя бы вот одно заседание полностью на гагаузском языке, и даже депутат, который не понимает, он потихонечку будет внедрять, он потихонечку будет понимать. Но в законе 2018 года сказано, что заседания должны проходить на гагаузском языке. Для тех, кто не понимает, можно со временем, не то что со временем, но изыскать возможность и устроить перевод. Я думаю, что и председатель Народного собрания в состоянии был, он очень хорошо владел гагаузским языком. Конечно, Константин владеет. Он очень хорошо говорил на гагаузском языке. Я думаю, что он мог спокойно вести заседание на гагаузском языке. Да, он даже как бы очень хорошо говорил на гагаузском. Более того, в законе нашем 2018 года мы предусматривали возможность для депутатов, которые не владеют гагаузским языком, начать его изучать на курсах, которые должны были для них быть организованы. И курсы вот здесь я с вами согласен, конечно. Владимир Михайлович, как вы думаете, сейчас я задам следующий вопрос. Люди говорят, что, но перед этим, коль в тему языка мы вошли. Вы правильно стали говорить о полномочиях, но не усматриваете или упускается самое главное. А вот ведь если нет языка, то нет и автономии. И если туристы сюда приезжают и говорят, что мы не можем понять, а почему это называется Гагаузией, потому что это точно так же, как там поехать в любой другой район. Тоже говорят на русском. Ну, вы понимаете, что основные фундаментальные вещи, они не поддерживаются властью автономии. И только потом нужно говорить о людях, которые должны у власти видеть этот пример. Согласен с вами, мы должны сегодня, вообще популяция гагаузского языка должна быть в первом месте. Популяризация, да. Популяция самого языка должна быть на первом месте. И мы должны... 30 лет для этого не хватило, 35 депутатов для этого не хватило, исполкомов с многомиллионными затратами за целый год не хватило. У нас в исполнительном комитете работают люди, которые не знают Я вам хочу сказать, что даже есть члены исполкома, более половины, наверное, членов исполкома очень хорошо владеют гагаузским языком. Но самое страшное... Очень хорошо владеют. Но значит, почему они его не используют? Они тоже его не используют. Потому что вы не выполняете закон, который вами проголосован. Мне кажется, что самое страшное заключается в следующем. Как только ты начинаешь говорить о том, что в первую очередь здесь, в Гагаузии, мы должны продвигать все, что касается языка, культуры, гагаузской идентичности, сразу могут сказать о том, что не надо говорить об этом. Вы наши полномочия сужаете. Вы хотите нас превратить в культурную автономию. Не хотим мы превращать нас ни в какую другую автономию. Мы хотим, чтобы автономия была сильна. А сильной она станет, если вот эти позиции мы будем укреплять. Но и совершенно справедливо возникают замечания у тех представителей власти в Кишиневе, когда говорят, ну подождите, а что есть гагаузская автономия, когда у вас там элементарных не знаю, там, табличек сел на гагаузском языке, они не написаны. Управление, образование, мы об этом уже столько раз говорим, на русском языке крупными буквами, и нет написанного в таких же буквах, в таких же размерах на гагаузском языке. Ведь это говорит о полном неуважении к такому главному атрибуту автономии, как гагаузский язык. И если это так, то тогда о чем мы тут вообще говорим за круглыми столами? Согласен, что мы должны... Надеемся, что исполнительный комитет вот это возьмет во внимание. Надеяться можно, но я что-то чувствую, что вы точно попадете в следующий состав Народного собрания Гагаузии, а тогда нужно что-то делать, исполнять законы, которые уже есть. Согласен. И помните о том, что не только полномочиями богата эта гагаузская автономия, она богата в первую очередь языком и культурой этого народа. Нас это всегда очень волнует, вы знаете. Да. Мы поэтому и написали закон о расширении сферы применения гагаузского языка. Я его с удовольствием поддержал. Слава Богу, что да, и вы поддержали, и другие коллеги-депутаты. Кстати, мы его единогласно поддержан был тогда закон. Ну, не совсем единогласно. Исполнительный комитет был очень против, вы помните это. Но все равно голосовали депутаты. Трений было много. Но 23 трения были, но голосовали. 23 депутата проголосовали. Да. Голосовали практически единогласно. Люди говорят, что доверия к властям автономии нет, и что с этим дальше делать? Ну, я всегда говорю, что
кому-то власть нравится, кому-то не нравится, у кого-то есть, кажется, свои любимчики, но каждый человек должен, на свою, как бы, если он выбирает эту власть, делать какие-то выводы, анализы от этого, анализировать всю ситуацию, что произошло, и в следующий раз просто не доверять ему мандат. А Владимир Николаевич, а вы неоднократно... По идее, проанализируй ваше народное собрание, что вы там делаете. Владимир Николаевич, неоднократно вы и другие депутаты Народного собрания Гагаузии как раз-таки о власти, о исполнительном комитете говорили о том, что работает исполнительная власть, исполнительный комитет неэффективно. Я и сейчас могу это сказать. Да, но смотрите, говорите вы, говорят другие депутаты, но реальность остается реальностью. Люди остаются на своих местах. Вот такой большой контингент служащих, какой он есть у нас сегодня в исполнительном комитете, они получают заработные платы. То есть заработные платы не маленькие, это и 15, это и 20 тысяч лей. И больше. Мы помним, что Башкан, да, и больше. Башкан получала в 2 раза больше, и это, наверное, сейчас кто-то исполняет его обязанности, чем президент страны. Если президент страны 15-16 тысяч лей, то наш Башкан 32 тысячи лей получала и получает за свою работу. Вот вопрос в чем? Почему? Если вы видите, что исполнительный комитет работает неэффективно, если они нарушают законы, почему Народное собрание Гагаузии не выносит это на повестку, почему это не обсуждается, почему не делаются какие-то шаги в этом направлении? Ну, в принципе, руководство как-то смотрело на это, я не знаю, наверное, сквозь пальцы. Я говорил это и на заседании Народного собрания, что исполнительный комитет сегодня работу свою проваливает. Однозначно вижу, нету эффекта. Я не вижу, чтобы сегодня какая-то работа шла по населенным пунктам. Я вижу, что сегодня примары остались сами с собой. Они решают какие-то вопросы сами. Практически в проектах участвуют. Все. Я помню, когда мы работали, и как был, какой бюджет был тогда, и до 100 миллионов доходило капвложение. И у нас мы платили по 700 лей холодный период по 5 месяцев. Но сегодня пришел, когда край мечты, мы 3 месяца и по 400 лей платим. Мы вместо того, чтобы повысить, мы наоборот сократили это все. И я вижу, что сегодня бюджет больше, но я денег не вижу. Вот я не вижу коллега, сегодня Владимир денег, Михайлович, понимаете? Ваш коллега в одной из передач, Николай Дуглас, сказал о том, что вот во что превратили Гагаузию, чем занимается исполнительный комитет Гагаузии, они только раздают медали и ордена. Да, я с ним согласен. А я вам больше скажу, вы знаете, когда в Буджаке раздали медали? Когда и как? Почти на 23 декабря, на 31 год уже. Вот целый год их раздавали, оказывается. То есть очередь до Буджака Дошла через год. Понимаете? Вот такие занятые мы. Так что нельзя было просто отдать эти медали примару, советникам, и чтобы они сделали, красиво собрали также жителей и раздали эти медали? А кто бы сделал фотографию, что вручаем медали? Так вот кто бы поэтому написал, у нас сегодня акцент в исполнительном комитете в другую сторону. А что, только сегодня? Сегодня. Вот мы говорим сегодня, я поэтому говорю, вот на сегодняшний день акцент. И я поднимал этот вопрос, и вам больше скажу, что я даже попытался один раз собрать подписи для того, чтобы отправить в отставку. Да? Да, у меня была такая инициатива, но как бы депутаты меня не поддержали, я понял, что если нету... А когда это было, простите, я пропустила? Это было, может, полгода назад. У меня была мысль, я попытался так с одним поговорить депутатом, со вторым, и понял, что не будет того количества депутатов, и Владимир так и осталось все. То, что работает неэффективно, это одно, но я помню инициативу Александра Григорьевича Тарнавского и Михаила Николаевича Железова. Они расписали 10 пунктов, где исполнительный комитет не просто неэффективно работает, они нарушают законы. Так я поэтому и говорю, мы сегодня что сегодня видим? Элементарно, постановление Народного собрания исполняется. Да, где-то у нас есть тоже свои ошибки. Да, вот было буквально недавно даже Дудогу, вы сейчас напомнили о нем, сказал, что не исполнилось постановление о награждении спортсменов. Где-то и мы должны были указать источник финансирования. Но исполнительный комитет даже не ответил, не вернул назад Народное собрание, сказать, вы знаете, вы приняли постановление, но мы не знаем подождите, откуда. А когда этим заниматься, допустим, исполняющим обязанности Башкана? Вот круглые столы есть, митинги есть, потом опять митинг, потом опять протест, потом опять что-то. Я вот хочу сказать, что круглый стол, митинги Гагаузии не нужны сегодня. Гагаузии нужно сегодня выйти. Но круглые столы, может быть, не нужны, но я говорила о круглом столе, который я про него с участием Виктории Фортуны. Да, я говорю, что сегодня мы должны проводить круглый стол, приглашать сюда участников
вот этого всего процесса, что происходит у нас? У нас сегодня участник процесса госканцелярия, представительство правительства. Мы не хотим как бы говорить, как бы там ни было, правительство, представитель должен быть. Дальше, Центральная избирательная комиссия, представитель Центральной избирательной комиссии должен быть. А Молдову имеете в виду? Ну, конечно. Приглашайте. Исполняющий обязанности председателя пригласил. Ну, не знаю, еще пока не пригласили нас на диалог, но я знаю, что он инициировал, да, приглашение, но пока тишина. И мы должны сегодня сесть за стол переговоров, вести диалог для того, чтобы разблокировать эту ситуацию. Как мы будем предлагать Центральную избирательную комиссию, Центральный избирательный совет, что мы будем делать. Потому что мы можем 9 числа подать этих людей и проголосовать, даже тех, кто был. Но будет ли это эффективно? Вы прекрасно понимаете, что где-то в законе, в республиканском законе четко прописано, должен иметь сертификат. Центральной избирательной комиссии. Член избирательной комиссии. Да, этот сертификат должен быть. Вот я для себя понял, что я буду голосовать только за тех людей, у которых есть этот сертификат. Так об этом и говорит остальное господин бесполезно. Костюк. Да, я понимаю, что если я проголосую сегодня за человека, у которого нет этого сертификата, Вы нарушите закон. не только нарушу закон, его опротестует госканцелярия, Так и нарушите. судебная инстанция его однозначно оспорит. Зачем отменит? Зачем тогда зря тратить время, чтобы были эти голоса? Вот я считаю, что То мы есть должны... получается, что если вот вы сказали о том, что Народное собрание Гагаузии инициировало процедуру создания нового ЦИК, теперь ЦИК, допустим, он будет сформирован, эти люди все должны пройти, или до этого Не должны надо пройти? проходить. Они До должны этого проходить. должны У многих пройти есть это Гагаузия. обучение. У нас сегодня, Конечно. А есть недавно, сертифицированные? 28-го, проходили парламентские выборы. Есть Так. И в сертифицированные. Гагаузии функционировал Центральный избирательный совет Гагаузии, который провел парламентские выборы. Гагаузия туда не вмешивалась. И Никаких там проблем. были люди, и все которые- люди, которые участвовали в избирательном процессе, не только в Центральном избирательном совете, а в окружных, везде, каждый имеет сертификат. Владимир Михайлович, скажите Поэтому об этих этом. людей много здесь есть. Скажите об этом громко. Я на громко своем- могу сказать. На своем заседании Народного собрания Гагаузии, чтобы все депутаты понимали, что все есть для того, чтобы разблокировать эту ситуацию. Но если нет внутреннего желания и воли, люди это видят. У кого нет Я внутреннего на заседании обязательно это скажу. Более того, я хочу, чтобы мы попробовали все-таки иметь этот диалог, который будет с представителем Центральной избирательной комиссии, либо с парламента, с правительства, неважно. Но мы должны говорить об этом, что мы разблокировать. Мы не можем вносить изменения и ориентироваться на то, что мы уложение там отменит судебная инстанция, и мы вернем себе какие-то полномочия. Бесконечный Да хаос. на это не надо вообще ориентироваться. Вообще, я вот не сторонник на то, чтобы мы сейчас себе возвращали полномочия. Честно говорю, вот я не сторонник для того, чтобы мы вносили, как себе давали полномочия уже. Все, мы должны идти на выборы, должны прийти новый депутат, новый созыв, который будет избрано руководство Народного собрания, новый состав исполнительного комитета, и колесо завертится Владимир по-другому. Михайлович, Екатерина Федоровна вспомнила вот о круглом столе, который прошел совсем недавно. Как вы оцениваете, что это было? Кто был организатором? Для чего было проведено? И с какой целью на этом круглом столе присутствовали первые лица, скажем, сейчас Гагаузии, исполняющие обязанности Башкана, исполняющие обязанности председателя Народного собрания Гагаузии? Честно говоря, я вообще не понял этот круглый стол, для чего нужен был. Мы еще больше усугубляем ситуацию. Не нужен нам и митинг сегодня, потому что он тоже не дает он сегодня плюса для того, чтобы выйти из этой ситуации. Круглый стол действительно проходил. Я, кстати, у нас как раз в тот день была согласительная комиссия по исполнительному комитету и по Народному собранию. Я почему-то думал, что это там зашел. Там Иван Георгиевич сидел, Бургуджи, там еще пару человек. Я спросил, сказали, вот будет круглый стол. Я сразу спросил, будет кто-то приглашен для того, чтобы мы разблокировали нашу ситуацию. Вы имеете в виду из официальных лиц? Да, я имел в виду из Центральной избирательной комиссии, либо из правительства кто-то будет. Сказали, нет, будут только наши. Ну, тогда это, говорю, просто поговорить. Тогда мне это неинтересно, и я на этот круглый стол не зашел. А с какой целью, на ваш взгляд, такого рода круглый стол был? Я не знаю, либо здесь обкатывают каких-то кандидатов. Вот я, честно говоря. Кандидатов. Ну, может, Народное собрание. У нас сегодня, мы же не знаем, кто где прописан, если что. Может, кто-то что-то Если хочет. что, да. Да, если что. Кстати, у нас сегодня это тоже большая проблема. И если мы сегодня не будем вести диалог с Центральной избирательной комиссией, у нас будет проблема по выборам, потому что у многих бюллетеней не имеют прописку. Так. И это большая проблема.
я сегодня могу со своим паспортом тогда прийти к вам во Вдорму и проголосовать. А я Потому что- поеду к вам в Буджак, А если вы, голосовать. да, вы придете ко мне в Буджаке проголосуете, потому что когда идут парламентские выборы примаров, президента, у нас открывается база, единая и база. включается, и 13 цифр вводятся в базу, и человек там видит уже, оператор говорит, да, вы действительно вот такой-то адрес. Это. А по Всё. Гагаузии? А когда проходят выборы, народное собрание и выборы Башкана, у нас это нет базы. Ну так вот сейчас вопрос, поэтому, наверное, и нужно было ликвидировать еще и ЦИК. В этом тоже есть какая-то такая задумка. Оставим уже, об этом много Я говорили. хочу сказать, что в любом случае, Так. без Кишинева, кто бы как ни критиковал и не говорил, мы эти выборы не сможем провести. Мы должны Эти сегодня... вы имеете в виду именно эти, только эти, или либо любые Это выборы? я имею в народного виду и собрания? Башкана. Ну, Башкан у нас сегодня по всей Гагаузии. Да, и на сегодняшний день нету выборов главы. Они по всей Гагаузии. Но, опять же, может с другого населенного пункта тоже человек прийти сюда и голосовать. Нет прописки, непонятно, где она Я прописана. понимаю сейчас одно, простите. У нас есть 30 лет своя власть региональная, исполнительный комитет, народное собрание, написали кучу буклетов, отчетов, все у нас так классно. В результате у нас совершенная законодательная дыра в основных вопросах, которые должны быть для устойчивой жизни Гагаузской автономии. Я согласен здесь. Вот эти вот вопросы, которые сегодня открылись, вот как вскрылись, они, как говорят, никто не думал, что эти вопросы вскроются, да, но вот они вскрылись реально, и это проблема. И что касается исполняющих обязанностей, и что касается 60 И дней, сроков кто этих. продает, и вот эти все, и изменения в уложения, и вот это все, что мы сделали, вроде бы провели такую колоссальную работу, а вот такие вроде мелочь какую-то, да, не учли. Да? Но это оказалось, что далеко не мелочь. Совсем не мелочь. Так я же говорю, выборы. вроде вот казалось, что вроде мелочь какая-то, да, но мы ее не учли, а это оказалось совсем не мелочь. А я хочу оставшееся время использовать вот на какой вопрос. А давайте чуточку отойдем и от ЦИК, ЦИС, и от выборов. И Кишинев не контактирует с Гагаузией. Ну, собственно говоря, Башкан не была включена в состав правительства, помните. Потому что прошоровские схемы. Регион стал местом, где пустили корни прошоровские вот эти вот схемы, нарративы, и ставленников здесь очень много. Они лоббируют интересы этого самого осужденного на 15 лет в нашей стране человека. И вот этот весь балаган, который мы видим на протяжении особенно последних 2 лет, как вы сказали, с 2023 года в Гагаузии, это и позорно, и стыдно, и самое главное, что как будто кажется и беспросветно. Но куда это может привести? Законодательный коллапс, юридический коллапс, организационный коллапс управления Гагаузией, бюджетный коллапс, экономический, финансовый, не знаю какой. И вот в связи с этим у меня возникает вопрос. Скажите, Владимир Михайлович, есть ли какие-то шансы у гагаузской автономии избавиться от вот этого шоровского наследия, которое за эти 2 года вот прям просочилось во все возможные структуры? Конечно, есть. Я думаю, Как? надо просто провести честные выборы и все. Сможем? А честные выборы на территории Гагаузии, они в ответственности местных властей, автономии и региона. Я вот, Автономия, знаете, как исполкома говорю, и- не надо никогда бояться, да кто будет. Вот мне, например, все равно, кто будет проводить выборы. Вот мне все равно. Я не переживаю за это. Вы не переживаете за то, что за вас проголосуют жители Буджака? Да, я не переживаю, нет, я не переживаю за то, что я не собираюсь кто-то покупать там, или у меня нету проблем с электоральной А у коррупцией. других какие проблемы? Пускай думает тот, кто не уверен в своих силах и у него какая-то есть проблема электоральной коррупции. Так, Я не получается, переживаю у за нас- это. у нас Но почти- если у нас сегодня не будет электоральной коррупции, то будет ситуация совсем другая. Что надо Вы сделать, чтобы не прекрасно было видели, электоральной вы коррупции? прекрасно видели, как у нас прошли парламентские выборы. Никто никого не подвозил. Спокойненько А почему прошло. они так прошли? Ну, наверное, как-то по-другому власть уже То есть посмотрела на это всё. ЦИК Гагаузии смогла организовать Ну, выборы? конечно, так, чтобы- смогла. Нормально прошло, не было никаких подвозов, никаких, Так, будем теперь говорить, и ставьте, полиция по-другому на все смотрела. Вы помните 23-й год, на каждом доме был баннер главы Гагаузии. На каждом доме. Но она еще была просто кандидат. Так, говорю, на каждом доме был баннер практически. А вы что думаете, баннер просто так бесплатно вешали? Нет, мы не думаем, Владимир А мы Михайлович. знаем.
Все знают, не только мы, Владимир Николаевич, вы сидящие считаете, здесь за что этим столом. мы можем провести выборы в Гагаузии, и здесь не будет абсолютно никакого влияния Шора на этот раз? Конечно, не будет, если нормально провести Подождите, выборы. подождите, вы говорите о честных выборах. Я про Приводите честные пример- говорю сейчас. Я и задаю вопрос. Вы приводите пример, что честно прошли парламентские выборы, на ваш взгляд, потому что не было никаких инцидентов, скажем, Ну, да? так же честно могут пройти. Так что нужно для того, чтобы они прошли честно? ЦИК Молдовы в лице господина Постика сказал, мы можем помочь. Мы этого и хотим. Поэтому в Кодексе о выборах четко прописано, что эти люди, которые будут в Центральном избирательном совете, либо комиссии, как угодно называйте, это должны быть люди, как вы правильно подметили, сертифицированные и прошедшие вот то самое проверку тех структур, которые обязательно надо пройти для того, в чем чтобы быть проблема? членами избирательного. Так Вообще вы же не не- хотите. Я за Депутаты же такое этого буду не голосовать. хотят. Вот я вам больше скажу. Вот Депутаты не голосуют за то, в чтобы был законе ЦИК. Республики Молдова, законе, четко написано. Гагаузия формирует Центральную избирательную комиссию, совет, как вам, но Гагаузия ее формирует. Она на самом Не- деле не формирует, и мы это видим. Ну, не сейчас, хотите получается, есть формировать. проблема. Так мы говорим Но в про законе сейчас. четко написано, мы назначаем выборы, мы проводим выборы. Да, я не против, чтобы это было, чтобы как-то нам республиканские власти помогли в плане Центральной избирательной комиссии. Тем более, что республики. базы данных-то у них, вы Конечно, говорите. вообще никаких проблем нет. Проводят же наши. Я поэтому и говорю, надо сегодня подойти серьезно, ответственно к этому вопросу, назначить этих людей. После 9 числа будут уже, у кого есть эти сертификаты, ведь у нас больше 9 человек имеют сертификат. Поверьте мне, больше, потому что Ну, прошли, конечно, это пошли же- парламентские выборы, и очень у многих людей этот сертификат есть. И я не верю, что там среди этих людей нет порядочных людей. А вы знаете, то, о чем говорил Поэтому- Владимир Михайлович, помните, когда были выборы парламентские, по-моему, Лена Федоровна рассказывала историю о том, что в населенном пункте не могли сформировать Центральный избирательный совет, да, или Да. окружные? Или Окружные, скорее всего. советы, да. Окружные. Потому что они все должны иметь сертификаты. Все. Но даже дело там. было не в сертификате. А в чем? Дело было в том, что это должны были быть люди, которые не получали какие-то деньги, перечисления со счетов Шора. И в населенном пункте с трудом набрали людей, которые оказались не замешаны. То есть дело доходило до того, что, возможно, в некоторые окружные советы предлагали людей из других населенных пунктов, потому что в своем не могли собрать нужное количество. И вот в этом контексте, вот я сегодня прочитала, о чем пишет Виталий Андреевский, он говорит о том, что проект Шора в его прежнем виде закрыт. Но система, которую он создал, никуда не делась. Она меняет вывеску, кураторов, конечных бенефициаров. Именно поэтому история ухода Шора – это не финал, а какая-то перегруппировка. Ну, конечно. А значит, впереди новая фаза информационных атак, но уже под другими именами, с более аккуратной упаковкой. Это и есть главное, что сегодня нужно понимать. А может быть, госпожа Фортуна на круглом столе это и есть первая ласточка новой упаковки Шора? Да. Не исключаю. Увидим. Как говорится, я Вы с ней не знаком. понимаете, что я Я думаю? никогда не пересекался с ней, не знаю, но все может быть. Понимаете, что еще меня беспокоит как жителя Гагаузской автономии? Вот такие депутаты, вы и есть еще те, которые понимают истинные проблемы этой ситуации, в которой оказалась Гагаузия. Но голосов этих депутатов почти не слышно в Народном собрании Гагаузии. А ведь главная трибуна, которая есть вообще здесь, в автономии, это трибуна депутатов Народного собрания Гагаузии. Потому что это сегодня высшая власть, которая формирует законодательные основы. Это люди, народные избранники. И этих людей не слышно. Мы только видим большинство, которые через крики, там еще какие-то социалисты что-то иногда, депутаты, имею в виду фракции социалистов, пробуют что-то сказать, а потом они голосуют вместе с тем же большинством. Такое тоже мы наблюдаем и видим. Есть такое. И тогда вопрос, вот, но если те люди, которых избрали люди, они не помогают Гагаузии избавиться от этого шоровского наследия, а являются частью, возможно, этого наследия. Мы еще об этом узнаем, история об этом обязательно скажет. Я думаю, что есть расследования, которые проводят, и это будет известно. Но как, Владимир Михайлович, на сегодня можно говорить о выздоровлении процесса в жизни Гагаузской автономии? Как? Если в законодательном органе нет вот этих смелых людей и смелой вот этой ячейки, группы людей. Вот вы правильно говорите, да, возможно, есть вот это, поменялась обертка, да, поменялись люди. Складывается такое Но впечатление. мы должны понимать другое. Ну хорошо, тогда по вашим словам мы не должны больше проводить выборы больше. Да, будем бояться проводить выборы. Их А я надо считаю, что проводить. мы должны сегодня ответственно подойти к избирательной кампании. Каждый должен у себя в населенном пункте. Люди должны в первую очередь понять и увидеть, что произошло за эти 2 года. Ну, оно по-любому видно.
Как видно? Ну, как это не видно? Если 2 года, к примеру, внедряются какие-то проекты в населенном пункте, и примар говорит, что к этим проектам никто не имеет отношения, да, нету никаких вливаний в население, нет никакого развития. Нет Но 2000 леев было в кармане. Ну, 2000 леев, да, они были. Да. Но они были. А вы знаете, сколько людей поймали проблемы из-за этих 2000 лей? Какие проблемы были? Ну, какие дела были, штрафы были ставили, административные дела были. Поэтому они обозлились на тех людей, которые довели их до штрафов. Поэтому сейчас еще распростертыми руками встретят те шоровские схемы, которые получат продолжение в Гагузском. Знаете, как все-таки, когда должны были людям получать вот эти деньги, я, например, не против, чтобы человеку была какая-то помощь. Но ее надо было как-то сделать официально, через республиканские власти, так через вы голосовали КНАС. за них? Я за то, чтобы это получали у нас. Мы вначале думали, что это будет КНАС через социальный фонд, где пенсионный фонд, оттуда будет. Владимир Михайлович, давайте не будем. Изначально, я знаю, Каким образом оно пришло бы в КНАС? Каким образом, если господин Тарнавский на заседании Народного собрания Гагаузии сказал, мы не можем голосовать за такие изначально, соглашения. когда был разговор, что эти деньги поступят как в виде помощи государству и для того, чтобы люди получали. Когда вы голосовали? Изначально такой разговор был. А я говорю про голосование. Изначально могло быть все что угодно. Я говорю про еще раз, что я знаю, что эти деньги должны были получать люди официально на свою карточку, на молдавские карточки. Хорошо, вот вы за это голосовали. В Да. результате оказалось, что именно Народное собрание подставило этих людей. Потому что всем людям сказали, законодательно мы проголосовали, все законно берите. Люди взяли. Теперь депутаты не отвечают, а люди несут ответственность. Потому что к людям приходят полицейские, пишут протоколы, и люди расходуют свои деньги на покрытие вот этих вот штрафов. А депутаты Народного собрания в масле. Ни разу ни Константинов, ни большинство в Народном собрании, которое продвигало этот вопрос, Не не взяло на извинилось себя даже перед ответственность. этими людьми. Ни разу не сказали о том, что да, вы оказались в этой ситуации, Мы вас потому подставили. что мы, действительно, избранные вами лица, вас подставили, вас подвели к этой Изначально, линии. говорю, был разговор, что будут получать на свои карточки, у которых есть молдавские, речь шла о молдавских. Я понимаю, Владимир Михайлович, но когда вы говорите изначально, по факту начинает работать соглашение тогда, когда вы за него проголосовали. Вы становитесь ответственными как законодательный орган тогда, когда вы проголосовали. А вот вы проголосовали, деньги пришли. Люди взяли, они отвечают, а депутаты спокойно себе живут без всяких визитов полицейских структур к вам в дома. Никому штрафы не выписали. Это тоже санкция. Вот мы чуть выше говорили с вами, что, наверное, пора внедрять в законодательство нашей автономии коллективную ответственность. Но так не может быть. Люди полагаются на депутатов, выходит спикер, говорит, все нормально, мы привезли деньги, Башкан сказала, все законно, берите. Начальники управления тоже своим подчиненным говорили, все законно, а в результате все в кусты, остались только люди. Разве это ответственная власть? Согласен. Коллективную ответственность надо внедрять уже. Владимир Михайлович, если мы говорим о депутатах, то 1,5 недели назад состоялся митинг в Камрате, и организаторы, и выступающие говорили о том, что вот на это заседание, вернее, на этот митинг не пришли депутаты. Вы присутствовали? Нет, я вам больше даже там спросили, где депутат с Буджака. А почему вы не пошли? А я потому что не считаю, что сегодня выход – это митинг. Я не считаю, что сегодня от того, что мы покричим и скажем все одно и то же, ведь если проанализировать все митинги, которые у нас происходили, у нас все одно и то же, одни и те же резолюции, можно даже поднять, такое ощущение, они перепечатываются, а эффект нулевой. А зачем люди проводят? Они не понимают, что вот мы проводим, но эффекта нет. Кому-то это значит надо провести, Для может чего? он хочет, может, считают, что они показывают, опять же, может к выборам готовятся тоже. По-разному могут сегодня трактовать. Я считаю, что сегодня не на митинге решается вопрос. Вопрос сегодня, митинг не решит вопрос нам сегодня. И там людей не было много сказать, чтобы там подняли 5-6 тысяч людей, да, и сделали какой-то резонанс, что вот столько людей пришло, и их волнует сегодня этот вопрос. Вопрос сегодня волнует, но мы сегодня, говорю, надо найти диалог. И кое-кто говорил на митинге о диалоге. Там кто-то там сказал, что нужно, но с нами не хотят говорить. Так и мы не хотим говорить. Получается, не только с нами не хотят говорить. Мы сегодня пытаемся делать все, что угодно, но чтобы тоже, типа, наша хата с края проведем, как мы считаем нужным. Но а так не бывает. Я же говорю, без диалога сегодня опять же будет решение суда, опять это все опротестуется, опять у нас будет его Башкана, его председателя, и мы выборы так не проведем. Это неправильно. Я понимаю, что постановление, которое подписал, или распоряжение это было, подправьте меня, Константинов, когда сам создал эту рабочую группу после визита Мустяца к нему, помните? Кстати, согласно закону, Константинов ее и должен был сделать. Значит,
Народное собрание не голосовало Нет, за этот состав рабочей группы? По положению о создании рабочей группы есть председатель парламента и председатель Народного собрания. Председатель парламента формирует ту сторону, председатель Народного собрания формирует эту сторону. А всегда голосовали за... Ну, мы это включали, как бы, чтобы было... Это внутреннее решение было? А по положению конкретно это председатель формирует. Хорошо, тогда спикер Народного собрания... И я формировал так же. Ее Я просто еще и на заседании это выставлял для того, чтобы проголосовать. Но по положению можно было просто... Хорошо, значит, почему та группа, которую сформировал господин Константинов, она не приступила к работе? Кто там был, вы знаете, мы не знаем. Кто был включен? Смотрите, я не буду сейчас фамилии говорить. Я хочу сказать... Это что, скрытая... Я могу сказать себя, меня включили тоже в эту группу. Так. Но не было со стороны Кишинева. Сказали, что у них уже мандат проходит и как бы нет необходимости. Вы получили официальный ответ? Написали какое-то официальное обращение, получили официальный ответ? Это уже я не в руководстве, группа. мне сказали, что тогда в Народном собрании сказали, что что не будет никакого диалога. То есть, понимаете, как получилось интересно. Создали постановлением, подписал, создал, анонсировали, сделали информацию, новость. Константинов создал рабочую группу, все, начинаем работать. Там ответили с парламента, что мы не будем говорить с этими депутатами, потому что у них уже мандат заканчивается. Это было с Кишинева сказано. Я от вас это слышу сейчас. Нет, было. И я почему говорю, что если создана была какая-то группа, кто был в этой группе? Вы мне не хотите называть имена, но я не думаю, что это какая-то закрытая информация. Не закрыта, они же были все, были же в общем доступе были. Я просто сейчас не помню, как я могу за себя сказать. Но, наверное, там есть господин Орман же, да? Да. И, наверное, там есть господин Лейч. Нет, господина Лейча там нету, кстати. Пронесло. Да. Орман же есть, я вот это точно помню. Лейч не помню, чтобы был. И Колю даже сопредседателем рабочей группы сделали. Ну, то есть, опять же, если есть лица, которые... в общем, это уже долгая тема. Да. Я понимаю прекрасно, что какой бы вопрос сегодня не задая о Народном собрании Гагаузии, безусловно, мы очень признательны вам за то, что вы пришли на эту дискуссию. Я понимаю, что говорить сложно тогда, когда нечем хвастать. Извините, пожалуйста, за такой вывод. Я понимаю, когда вы сводили к 6-му созыву, я понимаю, вы это делали не только потому, что вы там руководили, а потому, что вы имели что сказать. То есть за созывом были закреплены какие-то такие конкретные очень дела, которые реально были направлены на людей, на решение каких-то социальных, экономических проблем. И все получалось иначе. Но сейчас вот в этой неразберихе, как правильно там в одном из вопросов было задано, в этой неразберихе, вы понимаете, что люди с этой неразберихой внутри пойдут на эти выборы, если Народное собрание назначит эту дату. Мне кажется, что вот я не люблю это слово, но его часто используют, да, вот дно, до которого могла опуститься, мне кажется, Гагаузия, вот мы где-то там оказались. И люди доверили это своим народным избранникам. И голоса этих избранников сегодня не предлагают каких-то очень здоровых решений. Я понимаю, что вы хотите честные выборы. Вы думаете, кто-то не хочет, но вы не обеспечиваете механизмы проведения этих честных выборов здесь, в Гагаузии. А вы законодатели. Вы говорите о том, и не только вы. Многие, не многие, но, наверное, несколько депутатов говорят о том, что исполнительный комитет неэффективен, недееспособен. Но, как правильно подмечает Лена Федоровна, а ничего не сделано для того, чтобы повлиять и попытаться, я не знаю, санкционировать, либо устроить какой-то анализ их работы. Мы не говорили совсем, но мы это планировали тоже обсудить. Гагаузское радио и телевидение 10 миллионов леев. 11. Что это? 11, да? Растут как на дрожжах цифры бюджета ГРТ, а эффект, извините, сегодня это телевидение обслуживает интересы Шора, телевидение и радио. Продолжает это Что делать. с этим делает Народное собрание Гагаузии, Владимир Михайлович, ГРТ? Ну, оценку Народное собрание давало, ГРТ, и руководитель подал в отставку, да, Сбежал. как говорится, уехал. Угу. Поэтому я думаю, что уже следующий, наверное, созыв Народного собрания... Владимир Михайлович, но руководитель подал в отставку, это, по-моему, было уже месяца 3 назад, если я правильно помню. Ноябрь 25-го года. Окей. Ноябрь или декабрь. Где-то там, да, Ноябрь. 2 или 3 месяца. Почему наблюдательный совет, который полностью подотчетен Народному собранию Гагаузии? Почему, знаете ли вы ответ на вопрос, как депутат Народного собрания Гагаузии? Не знаю. Даже не услышали вопрос. Я понял, что вы спрашиваете. Что? Почему они не назначают конкурс? Да. Да, я что же понимаю, что вы зададите такой вопрос. Так если вы понимаете, почему вы это там не инициируете, Владимир Михайлович? Хорошо, это новый вопрос. А вопрос по поводу конфликта интересов. То есть секретарь наблюдательного совета является супругой депутата Народного собрания Гагаузии, который к тому же еще стал сейчас исполняющим обязанности председателя Народного собрания Гагаузии.
То есть есть какие-то продвижки? Устранен этот конфликт интересов? Я вообще-то, честно говоря, не в курсе, если еще она работает. Конечно, я думаю, да. Нет, как стал исполняющий обязанность, может, было какое-то заявление. Я не в курсе насчет этого. Не могу сейчас точно сказать. Владимир Михайлович, понимаете, вот те вопросы, которые мы сейчас задаем, не потому, что мы имеем что-то против господина Ормажа, либо его супруги. Более того, что я знаю человека и знаю, что это очень хороший журналист. Дело же не в этом. Дело в том, что закон работает или не работает. Но я не в курсе, она написала заявление о том, что сегодня ее супруг является его председателем. Вот это, насчет этого я не знаю. А вот видите, надо знать. Почему? Потому что вы депутаты, у которых должно быть... Когда я знаю точно, я говорю, как есть. Я не могу сказать, Но если я не нет знаю. ответа на вопрос, почему не объявляется конкурс. Конкурс на руководителя общественной компании ГРТ, который отвечает за расходование 11 миллионов леев, почему-то не объявляется. Почему? А кто дает оценку? А как наблюдательный совет несет ответственность за то, как реализовывается ваш закон? Мы сегодня намерены были говорить и о том, как реализовываются законы и как Народное собрание контролирует эти процессы. Может быть, у вас есть какой-то очень короткий ответ на это? У нас сегодня очень... Мы видим, что сегодня многие постановления не исполняются. Мы это видим. Но опять же, депутаты Народного собрания молчат. Я больше вам скажу, что я, еще раз говорю, я попытался собрать количество подписей для того, чтобы отправить весь исполком в отставку. Я не нашел поддержку среди депутатов. Ну, понятно. У меня заявление так и осталось. Его подписали 2 человека только. И больше я не буду говорить фамилии. Но больше я с кем не говорил, сказали, я подпишу 11-й, я подпишу 12-й. Как бы, понимаете? Но реально вопрос подымался. И это еще Дмитрий Георгиевич был председателем, и он был в курсе этого вопроса. Владимир Георгиевич, я хочу вам сказать вновь, и мы возвращаемся к ГРТ. Вот буквально недавно мы беседовали, в простой беседе стали говорить о ГРТ, и жители нашего села сказали о том, что 11 миллионов, когда узнали эту сумму, 11 миллионов в год на то, чтобы работала компания ГРТ. И контент, который они представляют зрителям, уже стал совсем никаким. Ни новостные вот эти вот выпуски не имеют содержания, не имеют глубину, ни те передачи, которые предлагают зрителям. Но на все это тратится 11 миллионов. И кто-то сказал, лучше бы раздали эти деньги жителям автономии, было бы теплее зимой, чем тратить такое количество денег, огромное количество денег, а качество работы желает оставлять лучшего. Вы знаете, я все-таки не соглашусь, что лучше раздать этих денег, потому это просто какая-то... Потому что сегодня, если взять, можно все деньги, Все которые раздать. из Гагаузии, раздать и вообще ничего не делать. И исполком нам не нужен, Народное собрание, давайте раздадим все. И поверьте мне, деньги на исполком тоже так и раздаются. не поймет, оно, знаете, как потом будет как должен. Ну, дали сегодня, дали, знаете, как будет, а завтра их не дадут, и ничего не будет у нас. Это будет точно так же, как то зерно, которое раздали, резервное зерно по несколько... По 3 килограмма каждому жителю. А так можно было что-то сделать. Согласен. Владимир Михайлович, точно так же раздают деньги. Но здесь, вот что касается ГРТ, у нас есть наблюдательный совет, который должен нести тоже ответственность за вот эти все, они подотчетны Народному собранию. Да. Юридическая комиссия рассматривала отчет по наблюдательного совета, и где были на обсуждение вынесены Народное собрание, и после этого директор ГРТ ушел в отставку. Я надеюсь, что Народное собрание, которое уже будет новое сформировано, если оно будет. У нас на него так много надежд. Я уже, честно говоря, даже не знаю, вот оно будет сформировано. Владимир Михайлович, видите, у нас депутат Народного собрания Гагаузии, 4 созывов. Он так много знает из всех разных ситуаций, которых выходила Гагаузия за эти 16 лет, да, 4x4. Ну вот теперь я не знаю, как ответить на вопрос про выборы. И практически на многие вопросы здесь вы говорили, если будут честные выборы, если будут законы, если депутаты заговорят на гагаузском языке, когда если вот это... Вы понимаете, сколько если есть у нас в нашем разговоре у гагаузов, но мы видим одного единственного врага. Кто нам мешает, скажите? Согласен с вами. Кто? Как-то мы сами себе мешаем. Нет, публично озвучивается, что нам кто-то мешает со стороны. Никто нам не запрещает говорить на гагаузском языке. Абсолютно. Никто нам не запрещает. Мне никто не запрещает говорить на гагаузском языке. Это я точно могу сказать. Но вы на нем не говорите. Но я не говорю, потому что и со мной никто не говорит на гагаузском языке. И когда я, как вы помните, вел заседание Народного собрания, и когда мне задавали на гагаузском языке лично вопрос, и лично вы задавали мне, бывало, вопрос,
и Елена Федоровна, и я всегда отвечал на гагаузском языке, потом переходил на русский язык. То есть что надо сделать, чтобы депутаты заговорили? Закон надо исполнять. Надо исполнять закон, да, не надо ничего делать, надо просто исполнять закон. Как говорят, не надо ничего придумывать, все придумали до нас. Совершенно. Надо просто исполнять законы. И законы не обсуждаются, они исполняются. Как и решения суда, они тоже исполняются. Вот вы красиво говорите как юрист. Все цельно понимаете как человек, как депутат, депутат с 16-летним стажем. Но это не реализовывается, и вы не делаете ничего для того, я один чтобы... это не могу сделать. Ну, Один я точно этого не могу. давайте мы сделаем один округ. Это я по поводу того нашего зрителя, который этот вопрос порекомендовал. Да? Надо провести референдум для того, чтобы сократить число депутатов, иначе они сами не сократят свой состав. Я думаю, что если речь пойдет об этом референдуме, о таком референдуме, надо включить еще один вопрос. Гагаузия может быть одним округом, и такие мысли тоже предлагались какими-то людьми, которые... Кстати, да, либо одним, либо Один 3 округ. округа. Это потому что у нас есть 3 района, для того, чтобы, потому что, чтобы не получилось... Все что угодно, но уже не 35, уже нужна другая Совершенно. формула. Ну, может, 21, да, но это может быть так, это имеет, мысль, я тоже об этом уже говорил, но мы не должны забывать, что Вулканический район маленький, и может так получиться, что все депутаты будут с Камрадского района. Для того, чтобы это обезопасить, гарантировать Вулканическому району и Чедерлунскому, округа должны быть распределены так, чтобы там были гарантированы. Владимир Михайлович, главное, чтобы все депутаты не были прошоровские, как это случилось сейчас. Все пришли независимыми, пришли от каких-то партий, и все стали продвигать вот этот нарратив, и все объединились в какое-то большинство, которое больше разрушает эту Гагаузию, и это очевидно. Потому что вы сами говорите, у нас что, нет своих специалистов? Да, но Гагаузия поддержала, депутаты гагаузские поддерживают тех людей, которые привели сюда своих специалистов. Это не означает, что к нам не может приехать никто из Кишинева работать в Гагаузию, если это первоклассный специалист. Но это говорит о том, что Гагаузия должна четко расчертить свои границы. Что мы хотим развивать у себя, для себя, и потом принимать какие-то решения. У нас очень достаточно специалистов, которые могут сегодня и возглавить нашу Гагаузию, и законодательном органе возглавить. У нас очень достаточно специалистов. Поэтому вот эти все законы, которые у нас защищают нашего избирателя и кандидатов, то, что они действительно должны быть гагаузы. Я сейчас говорю об Ашкане. Не о национальностях говорим, мы говорим Нет, я говорю об Ашкане, что он должен владеть гагаузским языком, что есть ценз соседлости, чтобы не получилось, что нам кого-то извне опять приведут сюда и просто на смотрины, как говорят, и потом случайно этот человек выиграет, чтобы такого не было. Гагаузский избиратель должен тоже оценить всю эту ситуацию. Владимир Михайлович, и сделать вот этот акцент тоже. У меня вопрос. Вот когда специалист, проведите, пожалуйста, вам это быстрее, нам никто не ответит на этот вопрос, никакой информации на сайте исполнительного комитета нет о подобных вещах. Вот кадровый вопрос, да? Господин Кузнецов, который, уже о нем говорить не нужно, вся Гагаузия знает, что это такое, это ставленник Шора, который следил за Евгенией Гуцул и был ее тенью, да? И самое главное, что сегодня Гуцул там, где она находится, а вот эти люди ушли на перерыв 2 месяца, где-то там свои дела наладили и вернулись и обратно сидят в кабинете. И каждый день человек едет из Кишинева сюда. В чем Гагаузия? Почему Гагаузия тратит свой бюджет на содержание вот этого специалиста, который работает заместителем? Я, кстати, его не вижу здесь. Я не могу сейчас сказать, он здесь или нет. Я не могу сейчас сказать. Даже если он работал 3 года до вчерашнего дня, или до 2 года, вернее, до вчерашнего, до позавчерашнего дня, почему Гагаузия тратила деньги, чтобы привозить этого специалиста? У нас нет своих молодых ребят, которые могут из Гагаузии работать и заниматься этой работой? Согласен здесь. А на эти вопросы тоже депутаты не искали ответов и не требовали от исполнительного комитета отчетности. Я вообще забыл, что такое отчет исполнительного комитета. А, забыли? Я уже забыл, как это выглядит вообще. Ну, так что людям делать, я даже если думаю, вы забыли? что у нас же как приглашаем кого-то на отчет, или заболел, или... Просквозило. Да, или где-то в командировке, все что угодно, но отчета нет. Отчета нет. Да. Беда? Да. Да, Формула есть, а отчетов нет. Вот, формула есть, бюджет есть, извините, тратят миллионы, отчета нет, а люди должны голосовать. Вот как к вам придут и вам обязательно скажут, вот если вы проголосуете, вот мы вот это сделаем. Да-да-да. Владимир Михайлович, и примары говорят о том, что абсолютно не видят поддержки со стороны исполнительного комитета. А примары это кто? А примары это кто? Это люди, за ними населенные пункты. То есть кому нужна такая власть, которая непонятно чем занимается? Если не чувствуют поддержку примары, то значит не чувствуют поддержку люди. Все люди, проживающие в автономии. У нас
вы видите Пример в последнее Буджака. время, да, вот мы очень хороший закон принимали, да, фонд контрибуций, да, очень хороший закон, который, для чего вообще его принимали? Его принимали для того, чтобы не было споров. Это мой, это чужой, это твой, говорит, будь безим, будь дельбизим. Для этого, И псибизм. да, и для этого, чтобы не было вот этих всех вопросов, мы тогда в 6-м созыве проголосовали за этот законопроект. Автор Екатерина Автор. Федоровна. Я как говорю, для мы чего говорим о сделали контрибуции это? Тарнавский Александр Григорьевич. И Для Екатерина чего, Федоровна для чего говорила, это да. делалось? Для того, чтобы примары, которые участвуют в проектах, знали, что не надо у жителей собирать эту контрибуцию. Есть закон, который сегодня эту контрибуцию предоставит этому населенному пункту. И вы можете спокойно думать, Да. как развивать Но свою что у нас получилось? У нас получилось, ага, выиграл Камрад, ага, здесь Анастасов, давайте что-то придумаем, не дадим. А, выиграла Чедарлунга. Тут лечу. Надо дать, потому что у меня выборы там. А у меня что, не выборы? Ребята, вы о чем говорите? И потом примары обвиняют депутатов, вы нас не поддерживаете. Нет, мы всех поддерживаем. Или мне Свул, конечно, звонит, ты почему не поддерживаешь? Как не поддерживаешь? Так закон же есть. Я всех поддерживаю, ну давайте всем отдавать. Ну вот если есть Камрату, я сейчас не говорю ничего, неважно, кто там примар. Но если он это закон предусматривает, так отдайте ему. Так, Значит, сюда опять нельзя. нарушали закон. Нет, потом приняли изменения, потом говорят, в Камрад нельзя, потому что это региональный проект. А в Чедарлонгу это тоже региональный, можно. И в Вулканеште тоже можно. Я сейчас не хочу обвинять эти... Я Это за. двойные стандарты. Да, это получается, я за то, чтобы дали и Чедарлонге, и Вулканешту, и Камрату. Но вот есть эта сумма, там 10 миллионов, распределите, отдайте. Владимир Михайлович, примары, очень интересно. раз примары работают и выбивают вот эти контрибуции для того, что им нужна контрибуция, надо примару пожать руку, сказать, молодец, идем вперед. А мы, наоборот, блокируем. Более того, мы начинаем депутатов натравливать на примаров. Как? Вот он не хочет, тот не хочет, тот не хочет. Что вы Ребят, удивляетесь? я вот, честно говоря, я не помню такое, что было в 6-м созыве. Я не помню. Чтобы нам кто-то сказал, вы нам не дали какую-то контрибуцию. Не помню Владимир такого. Михайлович, вот мы были с Леной Федоровной в Народном собрании Гагаузии, видели. То есть любой закон должен приниматься, во всяком случае, те законы, авторами которых или соавторами были в том числе и мы с Леной Федоровной. А мы понимали, что закон справедливости или формула справедливости это На первом первостепенно месте. для написания любого закона. И вот когда вы говорите о законе о контрибуциях, так в законе о контрибуциях все написано. Не надо вносить Я никакие не просто так изменения. сказал. В него внесли изменения. Так внесли изменения А для чего? того, чтобы... Потому что, чтобы не дать кому-то. Так зачем сегодня вносить изменения под кого-то? Мы этого не должны делать. Ни в коем случае. Ставьте паузу, я задаю вопрос как житель. А зачем нам народное собрание, которое меняет законы в худшую сторону? Так я Зачем это и оно нам? хочу сказать, что мы должны Идите были... по домам. Очень хорошо работал этот закон. Мы всем давали контрибуцию. Есть там энное количество денег, распределили, кто примары работали, пожалуйста. Это все актуально сегодня. А мы что сегодня видим? Мы сегодня видим то, что видим. Отсюда передадим привет Александру Григорьевичу Тарнавскому, потому что он автор этого закона о контрибуциях. И зачитаем его цитату. Вы, коллеги, дайте свой комментарий, пожалуйста, на то, что сказал Александр Григорьевич. Он сказал следующее. Нужно разделить Народное собрание Гагаузии до 2023 года и после 2023 года. Это совершенно разные вещи. Первая была настроена на созидание, а вторая стала послушным соратником политики Илона Шора. И эта ситуация продолжается. Ну, будем говорить, мы можем Гагаузию разделить до 23 года и после 23 года. Точно так же я могу сказать. Александр Григорьевич был в большинстве, была договоренность. Я тогда вам больше скажу, что они тоже сформировали тогда большинство. Ну, мы все это помним. Это когда? Гагаузия СИСИ. Когда выборы прошли. 15 раз выбирали председателя. Я тогда не голосовал за это большинство. Но я вам больше скажу. Представители этой команды за меня, как за заместителя в комиссии даже не проголосовали. Не буду сейчас говорить фамилию кто. Чтоб не это. Но он знает, о ком я говорю. Они оба знают. Так. Поэтому сегодня обвинять до или после, да, прошли какие-то разграничения, где-то потерялась поддержка, ну, будем говорить, что потому что депутаты проголосовали за отставку Александра Григорьевича, и получились вот эти, ну, до и после, может, это он это имеет в виду, а я хочу сказать не Народное собрание, до и после, а Гагаузия, до и после, до 23-го года и после 23-го, потому что нам обещали очень большие инвестиции в Гагаузию, что сегодня мы не будем знать, что делать с деньгами. Я вам больше скажу, уже некоторые даже поехали, нашли место, где будет аэропорт, а некоторые уже даже думали там какие-то участки купить, чтобы там какие-то торговые площади уже себе делать.
но оказывается, это Александр просто Григорьевич, пшик. конечно же, не говорил о том, что он не связывал это со своей отставкой. Он говорил о том, что вот в первой половине, до 2023 года, первой части вашего мандата, было принято очень много полезных и эффективных, было много инициатив, были приняты законы. Он говорит о созидательной роли Народного собрания Гагаузии вот в этот период. И как раз таки говорит, что вторая часть, она была... Я поделил по-другому, потому что я не участвовал, не был инициатором каких-либо изменений в этих я не работал просто в президиуме, меня не было в президиуме. Но вы работали как депутат. Я как депутат работал со всеми, как член любой комиссии, потому что, я говорю, меня даже заместителем не проголосовали. Вот такие маленькие обиды вот такие есть, да? Не то, что обиды. Нет? Не надо просто, как правильно вам сказать... Есть сегодня, да, вот я работал председателем Народного собрания, да, я где-то понимаю, что я могу принести пользу, да, вот в Народном собрании. Я, может, остался бы работать в Народном собрании, но тогда в тот момент получилось, что не дали оппозиции ни одного... комиссии вы имеете в виду? Ни одной комиссии. Речь о комиссии сейчас идет. Ни одной комиссии. Вы были в оппозиции тогда в начале? Я не голосовал, да, за это, потому что я это поддерживал как на роль председателя Демьяна Николаевича. Как бы я от начала до конца шел уверенно с ним. И мы сформировали свою такую группу, получается, из 3 человек. Это 2 депутата с Кангаза, Дювинжи, Карасни и я. И как бы мы больше, наша вот группа больше обсуждала эти все вопросы. А что касается тогда этого большинства, куда входил как раз Александр Григорьевич, который делит, тогда разделили четко. Более того, даже заместителя в комиссию не хотели брать. Почему? Потому что заместитель мог работать. На оплачиваемой должности. Да. И тогда, опять же, Илья Семенович Узун, я могу озвучить, категорически сказал, нельзя ставить их. Более того, секретаря тогда любыми способами уволить. Там уволить. Всех пошли, секретаря, который у меня работал. Понимаете? И нельзя сегодня было делить. Мы работали, значит, нормально. И часть депутатов, которые не проголосовали, буквально вчера работали со мной, и я был у них председателем, а завтра даже не захотели проголосовать за заместителя комиссии. Поэтому и я на них не обижаюсь. Это командная игра. Вы сформировали большинство. Не хотите? Я не обиделся ни на одного, я со всеми разговаривал, здоровался. Я считаю, что раз вы взяли на себя ответственность, рулите, ребята. Рулите, но и отвечайте. Вот и все. Потом получилось так, что один ушел, второй, мне предложили возглавить комиссию, я пришел, возглавил комиссию. И к вам тоже это применимо, да? Рулите, так и отвечайте. Правильно. И я почему говорю, когда я стал, в я это и сказал, что мы, понимаете, когда я был за председателем, вы со мной работали, и вы ходили в президиум, и имели голос в президиуме, вы помните, и мы хорошо работали. Пользовалась этим голосом? Я Конечно, я почему и говорю, что вы помните, как мы работали у нас, и, кстати, у нас были представители социалистов, если вы помните, в президиуме. У нас были все представители, и мы каждому давали возможность и участие на наших, как президиуме, они имели полностью все те же права, которые имело большинство. Давайте говорить как есть. На сегодняшний день, так оно, как оно есть на сегодняшний день. Поэтому мы должны сегодня каждый отвечать за свое. И наш избиратель должен нам оценку давать, что мы делаем. Да, и очень хочется, чтобы избиратель не ошибся, и чтобы избирал людей, которые компетентно и ответственно могут подходить к тому, к чему они идут, собственно говоря, избираются, для того, чтобы писать законы, следовать этим законам самим, а еще и контролировать, как другие в обществе исполняют эти законы. Спасибо за то, что вы были сегодня с нами. И вот я хочу завершить этот выпуск, может быть, вот таким вопросом. Что вас больше всего огорчает в жизни Гагаузской автономии? Вот очень коротко. Что огорчает? Я не знаю, наверное, вот недоверие людей меня больше всего огорчает, потому что мы где-то, наверное, сами сделали так, чтобы нам люди не доверяли. Вот это меня больше всего огорчает. И большое количество людей не отвечает за свои слова. Вот это меня очень огорчает. А вот есть что-то, что радует? Радует, что у нас мир, что мы все улыбаемся. Вот это меня очень радует, что у нас сегодня мир. И, как говорится, мы идем к своей цели, развиваем нашу Гагаузию. Вот это меня радует. В первую очередь, что есть мир. И мы все здоровы. Позитивная нота. Еще важно, чтобы этот мир установился в том числе и над Украиной, чтобы там наши братья гагаузы, об этом не говорим, но по-прежнему тихо.
совершенно тихо. И ни разу ни Народное собрание Гагаузии за 4 года почти этой войны, ни власти в лице исполнительного комитета ничего не сказали, ничего не сделали для того, чтобы гагаузы в Украине почувствовали, что есть автономия, где много гагаузов, и они нам помогают. Ведь сейчас генераторы, средства на генераторы собирает вся Молдова. Я убеждена, что гагаузы из Гагаузии к этому подключаются. Но таким безмолвным и таким тихим остается Народное собрание. А может быть, мы заблуждаемся, нет? Может быть, я не знаю, я тоже не слышал ничего. Надо руководство спросить. Но вы можете инициировать сами что-то, Владимир Можем Михайлович. предложить. Будем думать, что мы закроем этот выпуск, а вдруг появятся завтра какие-то инициативы, и гагаузы с Украины скажут, а вот гагаузы на 4-й год, ну что-то стали предлагать и нам, гагаузам Украины. Владимир Михайлович, спасибо вам за открытость, за готовность приходить к нам в студию. Вы приходите на другие наши. И очень хочется, чтобы какая-то, я не знаю, здоровая и ответственная команда людей в Народном собрании Гагаузии и сегодня, и завтра, и послезавтра пусть выравнивают это положение, и пусть в Гагаузии воцарятся, собственно говоря, какие-то законодательные азы для жизни и работы. Вам успехов. Ну, а вам, друзья, спасибо, что были это время эфира с нами. Мы, Екатерина Жекова и Ирина Карамид, говорим вам спасибо и напоминаем, если вы еще не поставили лайк этому выпуску, сделайте это, пожалуйста, помогите нам продвигать наш проект. Чем шире будет аудитория единомышленников, тем больше будет тех людей в нашей стране, которые переживают за нашу Молдову, думают и продвигают ее. Спасибо. Оставайтесь с нами. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники.